Лабраката Жамагат, бұл мен. Наконец-то эфир башларға болдым. Что-то салқынмын да бізде. Все-таки ангар. И не погуляешь. Так, тему эфира пока мен не назвал, но будем говорить о том, о сём, о мире. И тут пришла идея. Тема эфира будет, надеюсь, меня слышно. Сейчас, громкая связь. Тема эфира, давайте поговорим для начала, потом, само собой, тема будет Башкортостан и Татарстан. Поговорим о том, кого я тут встретил и какая тема образовалась вот за эти 1,5 часа, которые я хотел выйти. Мухаммад, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Пламенный салам Дагестану. Кстати, тоже здесь парнишка, тоже дагестанец. Вот. Короче говоря, тема эфира, пока озвучивать не буду, будет такая, что поговорим о уйгурах. Как раз вот брат здесь один, с кем я только что познакомился. Подымем давайте эту тему сегодня, потому что мы постоянно про Башкортостан с Татарстаном говорим. Но теперь сейчас мы поговорим о уйгурах, которые едут сюда по своим каким-то причинам и так далее. Сами понимаете, геноцид от этих узкоглазых китайцев. Вот, поэтому мы будем обсуждать, рассуждать про это. Вот как раз он тоже подошел, сейчас он и в волейбол играл, сейчас подошел, но пока сам не показывается, я не хочу показывать его лицо. Ва алейкум ассалам. Примерно, сами понимаете, в чем заключается мой разговор и вообще тема того, что геноцид уйгуров происходит в нашем время, в 21 веке. И никто, грубо скажем, жопу не поднимает помочь им. Поэтому я считаю, что наша задача нужно не со стороны это просто так сказать, да, у них там геноцид, да, мы это знаем. Не таким образом себя вести, да, ведь я призываю, чтобы мы были сосредоточены этой темой. Мы должны везде это не забывать и поднимать эту тему. Когда мы сейчас даже просто наше приветствие и наше знакомство, я вам от этого, исходя, вы потом сами делаете выводы. Привели мне его один чеченец, другой дагестанец, даргинец. Получается, говорит, вот турецкий знаешь? Я говорю, да, давай по-турецки. Я говорю, а он говорит, вот это, говорит, уйгур. Я говорю, с уйгуром мы по-узбекски будем, я говорю, говорить. И таким образом мы сегодня, вот сейчас, 1,5 часа назад, мы с ним познакомились, парнишка, уйгур, как он сказал, говорит, еще я добавил, еще метис, говорит, грубо говоря, он уйгур с уйгурской автономной бывшей, так сказать, республики, которые, так сказать, сейчас давят китайцы, сами понимаете. Вот примерно так. Поговорили, познакомились, посидели, хихи-ха-ха. Суть-то не хихи-ха-ха тут, да, ведь егошний народ, получается, сейчас, да, ведь очень тяжелых состояний, да, ведь, и как он сказал, там сколько там миллион там или тысяч уехало оттуда, и все где-то там находятся в Турции, и из Турции тоже уехали, говорят, по всей Европе они разошлись, и по американским странам, так сказать, вот примерно так. Исходя от этого, в тот день я вам об этом рассказывал, там, по землям, когда мы говорим по землям, всегда пытаюсь не забыть их, и также и туркмен очень много здесь, те нации, которые не больно употребляются в нашей среде. И поэтому не хотелось бы, чтобы мы забывали про них. Поэтому я эту тему сейчас решил поднять. 1,5 часа назад как раз я думал, какую-либо тему поднять, и я сейчас решил эту тему поднять. Примерно так. Вот как раз он сидит сейчас напротив меня, налил себе чай, сидит чай пьет. Вот. Хайрли киш туганлар.
Даже школа Дагестана начала запрещать молиться. Да, не то слово. Вот насчет молитвы тоже мы обсудим одну тему. И по этому пути идет Россия. И по этому пути идет Россия. Ждите, скоро и в России и намазы начнут запрещать. Уже в России на улице запрещать молиться. Да. Кстати, насчет молитвы, давайте сейчас я туда чуть-чуть свою засуну. Сегодня мне тоже, так сказать, по башке настучали насчет молитвы. Я молился между нашими комнатами, я же вам показывал, видели, наверное, комнаты наши, да, тут. Ну, сейчас я не могу сверкать, потому что везде камеры, мы обнаружили камеры, везде камеры нас спасут. Поэтому как бы я не буду больно сильно... Ну, вы поняли, ангар, и внутри ангара сделаны кубрики. Кубрики такие, хаты, короче, наши, да, так сказать. Комнатки по 4 человека. И вот между ними я молился, все молятся, я тоже молился. И сегодня меня застукали, так сказать, местная, так сказать, охрана. И он на меня наорал. Типа говорит, ты чё, говорит, хочешь уйти отсюда, говорит, иди, говорит, на улицу тогда, вали отсюда, типа, да, на английском что-то он говорит мне и так далее. Я был в шоке. Я говорю, понятно. Все-таки как немецкие, все-таки немецким духом пахнет. Фашистскую страну я попал, мне кажется. У меня такое чувство появилось сегодня, представляете? Вроде бы кормят, поят и так далее, но вот молиться, оказывается, мне нельзя. И вот он, короче, меня загнал в комнату. Ну, что скажешь, я даже пытался понять его сперва, какие-то слова он говорил, которые мне не знакомы, да, на английском или на хрен знает на каком он говорил. В итоге, короче говоря, я, отошел, да, так сказать, и пока заткнулся таким образом. Вот. Поэтому, исходя от этого... Он на русском знает. Да? Салам алейкум. Этот по кличке Чингисхан не знает. Откуда он? Откуда он? Вот. Китайский уйгур, да? Çin'den, да? Değil mi? Sen uygursun. Evet. Uygur. Ne olma? Yok ben Çince bilmiyorum. Ben Люди, конечно. İstanbul'a geldim. Annem Я Türk. почитаю. Kayseri'ye Türk. Anladın mı? Да. У него мать турчанка, а отец уйгур. Микс, короче. Метис, да? Ну что? И он говорит, я на китайском не знаю. Ni kui? Hiçma kui? Çince konuşuyor ya Yok, sen. yok Çince bilmiyorum. Çince Вот именно. Он... Нет. Насчет запретов молиться, вот У них Вега паспорта Ван Гог, китайские, да, Вега Ван Гог, да? Китай, ama... Запреты про Москву лучше мне не давайте рот открывать. Про Москву я вам расскажу, как запрещали. Реально запрещали. Реально. Реально запрещали. Yok sen gel de. Реально запрещали. Gel otur da burada ya. Burada huyur. Burada. Я вас везде looking. Sen nereye gittin uyudun. Uyudun değil mi sen orada? Телефон Сколько я прожил? Серьезно? Сколько я прожил? 50 евро. Это его телефон. Мне Ола, тяжело. башла. Скажи красиво. Короче, решать охота. Ха-ха ловит, пацаны. No, Eyvallah. the color, Этот. this color. I Ama know. 50 euro versen iyi olur ya. Его надо... А что вы смотришь? Ты сейчас онлайн? 600 euro ver vereceğim hemen. Да ну нахуй. 50 Да, euro. поэтому тяжело Üstüne сейчас. de ben- Лучше не Бля. Yemek alacağım. Бля, я в федеральном розыске, братан. Ya yiyeceğim seni ya. Поэтому давай как? не будем светить. И сколько там у тебя там, Ама- короче, подписчиков? 3? Ну, Не, я прикалываюсь. 1000. Серьезно? Да. Бля. Поэтому Меня там сейчас слышно? слышно всех. Бля, а что ты не подключил? Не, ну я же не знаю. Мне полиция не надо, братан, я не желаю тебя. Вот. Здесь, короче, здесь эти бандюганы сидят, так что... Нет, мы прикалываемся. Капец просто, я не прикалываюсь. Вот. Я прикалываюсь. Да, салам всем передает. Во, Друзь, алейкум братья, ассалам. с Дагестана все. Ona öyle ne oldu? Всем, да. Araba yaptı mı yoksa? Вам тоже всем салам.
Скажи им, Вот. что в гостях хорошо, дома Ne olmuş лучше. ona? Да. Скучаем. Я вот как Или раз новость, я или- тему как или- бы сегодня нет, Ona eli ne olmuş? примерно им озвучиваю про уйгур, тему уйгуров как бы, да, и вот хочу эту тему более-менее развить в широком образе. У нас тут сидит, короче, вот этот бюрократ. Не, Я ему говорю, Тут- я тут- говорю, TikTok mu o? TikTok. YouTube. YouTube? No, bro, no. Yok çıkma. Ha. Bunda çıkma. Он Он хочет вообще. Если хочет, ну, мне Go, разные. go, go. Просто, Быстро себе. чтоб, Я herkesin görüyor. чтоб потом плохо не было. Сколько зрителей спрашивают? Сейчас пока 9 только. 9. 9 tane. 9 kişi baktı. Yok, только 9 человек Делай пока. контент. Ha, 9000. 9 Sağ ol, kişi пацана. ne bin ya. Даже, братан, да? Прикольно. Нет, короче, потом могут много людей Да. посмотреть. Как бы я... Не, мне кажется, если он придет, он притянет. Он медийный чё? человек. Там одни Он- фразы спрашивают. Реально, да, вот у него такое Нет, как раз таки, да, тема, вот мы сейчас обсуждаем, все вы нас слышите, да, это эфир. Тема эфира про уйгуров. Я bugün uygurlarını temasını men ko'tarirman bunda. Ha, Anladın mı? anladım. Вот. Uygurlar üçün Uygurlar uchun, Uygurlar uchun biz ko'tarilish kerakmiz deb Evet, o'shani evet. men ko'taryapman. O'shanga chiqam desang, ko'rin. Ya, bo'ldi, No, ben- senga yomon bo'ladigan bo'lsa chiqma. Ya, Senga- ben Instagram, TikTok yalan yaratırlar. YouTube'da bilmiyorum da. Ha, yo'q, senga xavfli bo'lsa chiqma. Tamam. Go, Anladın bro, mı? go, Ya ne goy ya senin gorunu atayım da ya. Потом вот так сделаем. Вот, короче, имеется в виду, что endi men ruscha konuşurum bunda, çünkü bunlar anlamazlar. Ha. Rusya Имеется в виду, что вот тему уйгуров, да, ведь мы должны озвучивать, вот я как вам и говорил, как бы, да, ведь, Пообщался с ним. да, и, ну, я ему предложил, ну, не знаю, за него я не могу ответить, что он, если он выйдет. Можно подключиться к нему, да? А, можете? Давайте сейчас подключимся к чату, а? Ну вот к чату зайдите, как раз Ютубе поддержите меня в чате, как в раз. Ютубе вот есть хорошо. что? Вот я в Ютубе и сижу. Давай, короче, тикай свой этот Касимов канал, братцы. А ты сейчас Я прям сейчас найдешь. лайкану там, короче, дизлайки ты Не, Я прикалываюсь. с ними там посиди. Сейчас я Я дадим вам сейчас пацанам. саламчики буду кидать, братва. Аминь, ты тоже подключайся. Я смотрю бой вот этот. Бекзат, Топария, брат вот этот. Подожди, они сейчас... Они сегодня же дрались. Топоря выиграл, да? Какой такой? Не наш не выиграл? Брат. О, машаллах. Илья Топоря? Не, это брат, это Александр, его брат. Александр Топоря. Да. У меня чуть-чуть Он эти сейчас мысли контратакует и все, да, понял? размешались. Сейчас потом Во, контратака. придем обратно в эту тему нашу, Опять вернемся. контратака. Вот я О, красава. здесь видел. Опа. Это Сегодня дрались, да. Валейкум ассалам, вам всем салам, короче, да, тут Напиши бы так. меня обнаружили люди. Вот, Салам, напиши салам всем. там вот с Дагестана люди сидят тоже. Сейчас Ильяс Борзоев, короче, напишет. Лайк. Давайте пока комментарии почитаем, давайте, потом я приду в тему. Вот я и говорю, да, уже в России на улицах запрещают молиться, и по этому пути идет Россия, ждите скоро в России, и намаз начнут запрещать уже в России на улицах, начнут молиться. Пацаны, лайк, подписка. Так, да, 2 раза тапни, братан, чтобы лайкануть. Если хочешь поставить 1000 Да, лайков, даже в то школах надо 1000 Дагестана начали запрещать молиться. Вот из Дагестана вот пишут люди, да. Хайликиш, так, доброй ночи всем. Да. Молиться. Allah yardımcınız olsun. Вот здесь давайте мы остановимся, вот я вам отвечу. Да никто не запрещает вам молиться, не надо делить это в делать это в общественных местах. Я делал в торговых центрах, и никто, как говорится,
как вы говорите, не запрещал, вы говорите, да? Запрещал, вот именно. Подходила охрана, постоянно говорила, убирайся отсюда, чтобы я не читал. И это было со мной. Поэтому как бы здесь я не придумываю какие-то моменты. И каждый район, в котором я был, это была тема. Давай, братан, давай. Увидимся. Алейкум салам, рахматуллах. Раньше не запрещали на улице молиться, а теперь что-то случилось. Да не на улице даже, в торговом центре нам запрещали молиться, в торговом. Ветеран СВО, это что такое ветеран СВО? Это бывший СВОшник. СВО это СВО руснявые? Не, СВО, это знаешь что, братан? Это специально спец, короче, какая-то военная, короче. Весело у вас, красава. СВО, да? Нет, СВО это руснявые. СВО, весело у вас, красава. СВО, если СВО это Специальная военная руснявая. операция, не да? Нет, это, ну что такое, да, СВОшники. Ну, Да, салам всем, кто рядом находится. Вам салам дает, брат Дагестан. Бандиты. Привет. Türkmü? Yok, bu Uygur. Bu Uygur oturur bunda. where is this brother? Yeah. Как вы относитесь к СВО ветеранам? Я не могу понять СВО, что это такое. Руснявые? Как относимся? Само собой, как говорится. Потом, потому что это приобретает больше показывающий характер, делает сейчас всего люди морально облик оставляет желать лучшего. Это больше показывающий характер, делает это сейчас всего люди морально облик оставляет желать лучшего. Нет, вот давайте я вам объясню такую тему насчет намаза. Конечно, возле фонтанов, которые намаз читают, там возле Кремля, там, да, приходят, типа, дай-ка намаз прочитаю. Но это полный дебилизм, я считаю. Я под это тоже не подписываюсь. Но я в торговом центре читал намаз, в торговом центре, никто не видит меня. Туда приходили по камерам, видели меня, приходили эти сраные секьюрити и меня выгоняли. Не секрете, конечно, я уж сказал, охрана в Москве. И меня выгоняли. Прям вот обрывали мне этот намаз и говорили, все, проваливай. Поэтому я против вот этого, что в Башкортостане и в Татарстане сжигают мечети, а строят эти гибучие церкви ваши. Что, братан, следи за этим, как его. Ну, у меня весь канал такой, так что люди тут этот... Вот так, смотри, вот в Москве на 4 миллиона мусульман всего 4 мечети. Вопрос, где им молиться, если нету рядом мечети? Ведь время молить уходит, и мы нигде не молимся. Да. Особенно Бутово. Бутово мы молились, как я вам в прошлых эфирах, когда рассказывал, мы молились в коттеджном поселке, какая-то аллея. Да? И тут напротив этого коттеджных домов должны были выдать под мечеть, но они резко поменяли это все фигню и поменяли на григорианскую хрень. И решили тогда построить, дать армянам построить церковь армянскую. Понимаете смысл? Армяне где? А мусульмане где? После этого, что вы хотите нам доказать после этого? Вот именно вот этот вот вера или бера, беретта вот это. Вот примерно так. Ular hepsi Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Uygurlar. Buni ko'rsatsam bo'ladimi bunda? Ko'rsat buni. Aha. Nima bo'lgan? Chavash bo'lgan? Urushganmi? Şehit olanlar bular. Aha. Mana hozir menga bu Uyg'ur maloyi ko'rsata bizga mana qarag'iz. Bu Turkiyada bo'lgan nimalar? Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar. Вот. Urushganlarmi? Urushganlar. Türkiye'ye yardım etken. Bular Uyg'urlarmi? Uygurlar. Mana Uyg'urlar kim taraf urushgan? Türkiye'nin yanında durup yani. Türklerin yanında durup savaşkan da. Kimga qarshi? Yani bu Ermenilere karşı yani. Aha. Ermeni. Короче,
Mana anladыңызмы? Mana ular, вот эти, короче, уйгуры, которые против армян воевали. Вот из этой категории нechинchi yil bu? 1986 bu. Ama Çanakkale Savaşı kaçıncı yüzyılda yazsana Çanakkale Savaşı'nı oraya yazalım. Короче, вы поняли, да? Это уйгуры, которые воевали за турков на турецкой земле против армян. Теперь сюда давай, вот только что вот пацанам тоже рассказывал, как дашнаки замочили наших Ферганскую долину от 20 тысяч. Я уже не говорю 20 тысяч, а от 20 тысяч моих узбеков. Дашнаки, армяне. Ne bu Türkçüsü За var русню. Burada Türkçüsü var burada. Aşağı Türkçüsü var yazılı. И тут вот, kim var? Türkçe yazılı aşağı tüvenderim. Harfleri Türkçe yani. Bu түрік тілінде yazılgan. Вот скрин сделайте, если кому интересно. Почитаете потом. Ну, можете в интернете найти, я не знаю, где он нашел его. Вот. Суть в том, что уйгуры помогали туркам, я его мысль понял, помогали туркам во время войны с армянами в 1900 каком-то году. Погуглите. А почему сейчас, когда мочат уйгуров китайцы, не помогают турки? 400 тысяч армия. В чем проблема? Смысл понимаете, как получается тут? Вот поэтому мы должны собирать такие войска, которые будут именно против Москвы, и таким образом мы должны эту сферу расширить таким образом, чтобы Турция понимала, что если она сейчас не поможет нам, то потом с ней уже неинтересно будет, когда мы уже заебеним Москву сами. Поэтому вам это как раз-таки сегодня эфир такой интересный, сам по себе он получился. Вот пацаны меня познакомили с уйгуром, и я решил ради уйгурского народа сделать как бы этот именно эфир, чтобы мы понимали, что братья уйгуры тоже сейчас страдают. Таким же, ну, грубо скажем, такая же тема, что руснявые прут на Украину, убивают своих же крестоносцев. Но тут буддисты мочат уйгуров, мусульман. Мы что, мы должны, сколько мы будем терпеть это? Мы зачем, мы для чего мы вообще здесь? Поэтому я считаю, что именно вот эти в виде Руслана Айсина, Руслана Габбасова, Кашапова и Руслана, который чеченец, забыл, Руслан, ну, который с Руслана Айсином выходит на эфир, Руслан Кутаев, вот все мы, вот точнее, не мы, они говорят, типа, вот кто-то должен помочь, типа, ну, в облике Турции. А я вам всегда, вот за 2 года, сколько я долблю об этом, я говорю, что Турция 500 лет нам не помогала. Когда татарское ханство чпокнулось, никто нам не помогал. Что мы должны делать после этого? Вот поэтому вот сейчас наглым образом получается именно про возле уйгура об этом речь, ну, пытаюсь я вам затолковать. Когда он прям мне до этого, вот мы сейчас переговаривали, сидели, разговаривали, он конкретно говорил, что реально он ненавидит китайцев. Но если человек ненавидит китайцев, значит что-то произошло же там. И он сам сказал об этом. Можем даже ему просто задать вопрос. Xitoylarni sen sevasanmi, sevmaysanmi? Yo'q, ya ne Xitoyni. Видите, вот, слышите, да? Он Xitoylarni orada cho'nda odamni o'ldirdi. Cho'nda odamni ayolni o'ldirdi, dadamni o'ldiryapti. Xitoylar dadamni o'ldiribdi, ma ta'kidlab dadamni ya o'ldiramiz, ya bizga ishlaydigan Xitoylar desa u. Seni dadangni o'ldirdimi? O'ldirdi dadamni. Sen dadang yo'qmi? Dadang yo'qmi? Dadam yo'q, o'ldi. O'zingni dadang. Ha, o'zimni dadamni o'ldirdi. Mana buni dadasini o'ldirishgan ekan. Men Turkiyaga keldi deya o'ldirdi. Turkiyaga keldim, men ketmadim Arqamga. O'zim tuqqanlar ketmadi, dadam kelmagan dedi, ammo dadamni video olarak, jalli olarak ko'rsatib menga zindonga qamadilar. Zindan
kameralara sen bizga ishlaysa, bo'lmasa dadamni o'ltirmas dedi. Shu bilan yo'qoldimi? Shuningga yo'qoldi, kufr etdim chillarini. Tilidim. Og'zimni tildim, onki dadamni o'ltirib etdi. Hozir yo'q, уже xabar yo'q, dadangdan yo'q. Yo'q, o'ldi. Ana, Брат, тебе ko'rdinglar? надо камеру почистить немножко, потому что там мутно. Почистить надо. Нет, это сама камера конченая. Понял. Просто у него заряд больше держит, Мгм. поэтому. А так Buvam, вот. mening buvam bor, buvam. Мгм. Buvam nima o'ltirib etdi? To'xta tur. Dadang deganda nima deysizlar ekan? Bu opa dadangmi? Ha, yana dadam yana mening dadamda yana. Opa dadang. Ha, apa dadam. Ha. Ha, buni opa dadasini o'ltirishgan ekan xitoyliklar. Buni opa dadasini. Ey, давайте по-русски. Короче, его дедушку убили китайцы. Вот, понимаете, вот наглым образом вот сидит человек, возле него мы обсуждаем. Вы слышите его разговор тоже. Слышишь же меня? Его слышишь же там? Конечно, слышал. Вот. В итоге, получается, он-то молодой, senga necha yosh? Hozirmi shunda? Ha, senga. Hozir 32 yosh hozir. 32. 32. Ha, bunga 32 yosh. 32 yosh. Opa dadangni necha yil oldin o'ldirdi? 1 yil, 2 yil. 2017 o'ltirdi. 2017-yilni. Endi qaranglar, 2017-yildan beri уже идет эта байда. А что ты не С зайдёшь? 2017 года, оказывается, идет эта вся тема, да, ведь? Зайди по-братски. Ну, да, кстати, вы можете сказать, а что ты сейчас только это вспомнил? Ну, вот случай такой, представляете, как да? там У меня, стоит. я сам в шоке сейчас Ну, так, как от там того, написано? что я веду эфир даже этот, у меня в шоке. Почему? Потому что в 2017 году я его не знал, я его познакомился 1,5 часа назад только, грубо сейчас уже 2 часа назад, и в итоге, исходя от этого, мы понимаем, что слышим отголоски этого с 2017 года. А мы, да, мы понимаем, в 2017 году я был в Германии, в то время уже кипиш был, у Уйгурстана был кипиш, это мы понимаем. Это был, да. И вот, получается, как раз-таки в это время мочили уйгуров, а мы, получается, смотрим, получается, с 2017 года 8 лет на то, что убивают этих людей, геноцидят. Но я веду эфир только 2 года. Как бы здесь я не могу всю вину взять на себя. Меня вообще, по идее, не было в этом моменте, да, если бы речь вот этого разговора зашла только сейчас. Но я вам всегда говорил, что уйгурам надо помочь. Этот разговор у нас был всегда с вами, да, ведь? Но не до такой степени, что я не думал, что я буду сидеть с уйгуром с Китая, ну, так сказать, с Уйгурстана, что он будет тет-а-тет со мной здесь будет общаться. Не, я подписался. Может, в дальнейшем мы сделаем с ним общий эфир. Да, ну как Посмотрим. мне- Если он Не, захочет как там показать себя. написано, вот, А, как Ну, там по идее, прям конечно, ему плевать, буквы он там здесь большие, маленькие, показать, не там, показать, он, разница имеет, во-первых, не получается. россиянин, он, как говорится, с этого, с Уйгурстана. А сені паспортың қанаqa? Pasportim Xitoyning pasporti. Китайным паспорта, слышали, да? 20 лет Китайский закружкой паспорт. побегу, да, Ага. короче, забыл Китайский просто. паспорт у него. Получается, он автоматом здесь должен получить беженский политическое убежище. Понимаете? Aslida burun pasportlarga bizni Uyg'ur deb yozadi. Uyg'ur deya. Uyg'ur. Ага. Uyg'ur deb Hozir yozadi. narsa dedilar. Hozir Uyg'ur yozilmaydi hozirqilarning pasport, hozir kimliklarga Xitoycha yozig'liq. Xitoy deb yozirlar. Xitoy deb yozig'liq hozir. Uyg'ur deb yozilmaydi. Millat Uyg'ur deya yozilmaydi hozir. Hammasi Xitoycha paravancha Xitoycha yozadi. Millat Uyg'ur demaydi. Uyg'ur Ana. degan ekan bu mala o'zining millatini qilyapti deb Uyg'urni bilmasligini bostirdi. Hattoki mening ismim nima tegishtirdi Xitoyga yaqin bo'lsa deb. Мгм, Xitoyga yaqin bo'lsa, мгм, o zaman Xitoylar seviniyor yana. мгм. Men pasportni ajoyib zo'r oldimki, ismini Xitoyga yaqin qilsa pasport beramiz dedi. Men kimlik ismini qo'llanma, Uyg'ur degan ismini qo'llanma. Men Uyg'ur millati dedim. Yo'q dedi. Ismini ma shaklda jon deb o'zgartsa dedi. Ha, ismlarimizni Xitoyga yaqin shaklda qilib o'zgartgachga pasport ola oldik. Ha, shuni Xitoyni ismiga ozgina yaqinlashtirib keyin olding. Ha, men olib keldim, ozgina yaqinlashtirib ismni. Biroz Xitoychaga. Uni bu gapiraman. Короче говоря, он говорит, что китайцы эти ебучие, теперь так будем рассказывать, да, конкретно, на моем жаргонном эфире. Короче, эти узкоглазые пидорасы заставили его, чтобы он получил паспорт,
таким темпом, что он должен вот этот, блядь, как Жак Ширак, блядь, хуяк-муяк, блядь, добавить ихние, блядь, ебучие какие-то китайские, блядь, нахуй сленги, ну, так сказать, блядь, имена. И он, получается, свое настоящее имя, его имя Музафар, как моего брата тоже Музафар зовут двоюродного. Muzaffarni Mo'Zabiyjan. Музабиджан. Deyishtirdi. Mo'Zabiyjan. Короче, Музафара имя, он сделал Джан, какой-то Джан, вот это китайское хуеплетское имя добавили, короче говоря. Как сегодня, если слышали, в Телеграме я закидывал Алиф ТВ, кто смотрит, в Алиф ТВ прозвучал азан на китайском. Там джин-джин-джин-джин-джин-джин. Вот это тоже прям ухо прорезало мне, ужас. И вот у него то же самое имя, получается, Музафир, какой-то, ну, короче, китайский сленг, китайское окончание, суффикс, приставка, как говоришь, дерьмо, получается. Нормальное мусульманское имя они пытаются запоганить, потом только дать паспорт. Понимаете, это означает, китайцы пошли, блядь, по русскому следу, по следу СССР, где мы ОФ, ВИЧ, ОФ и так далее. Там Иванов, Иванович, там Петя Петрович, вот ВИЧ, ИЧ. Вот эти ОФ, ИЧ, МИЧ, и у них то же самое. Получается, и от уйгуров они решили конкретным образом сделать китайцев, родить китайцев. Это уже, ну, я считаю, что они уже перешли все рамки и идут как раз-таки по русскому следу. И как бы тут очевидно, что наша, ну, как бы наша ноль реакция приведет к тому, что этот народ сохранится только таким образом, которые сбежали. Вот они сбежали, вот этот контингент сохранится. Вот свет вырубают уже, сейчас может вообще темно будет, не знаем. Ого, вот уже темно. Ну, наверное, вот эти какие-то останутся. Ну, вырубили свет. Все, отбой. Поэтому, туганлар, что я хочу сказать. Мы, так сказать, в одинаковом положении. Когда разговор идет про уйгуров, вы не забывайте, что башкортлар, татарлар, Дагестан, чечен, нохчылар, все мы в одинаковом состоянии. Yana bir gap bor. Bizning shu anda jamini komple chillarning o'ynaydigan yer yapti böyle. Tansi. Onu biz gördük. Вот, onu hazır aytaman. Onu gördük biz. Endi bunu sen tasdiqlading. Bu gaping bilan. Вот те видосики, которые мы видим в эфирах, в ТикТоке, везде вы видели, как китайцы захватили мечети в Уйгурстане, и там танцуют, там какую-то дичь сделали, даже кто-то что-то, мы слышали, когда туалет сделали там, дискотеку сделали. Вот он это об этом говорит. Вот он, реальный, живой, будь здоров, точно, живой свидетель говорит об этом. О том, что там у них в мечетях получается безобразие, которое мы видим в интернете, это полная правда. Şu anda yana bizden bir tuqqan vardı. Tuqqandan qizi sen Xitoylar bilan to'y qilsang, sening dadangni qo'yib etmiz dedi. Bizning bir tuqqandan qizini dadangni qo'yib etmiz dedi. O qiz dediki, men dadam bilan ko'rishma dedi. Dadasi bilan ko'rishdi de ekranda. Dadasi dediki, men burada o'lsam roziga dedi, Xitoy bilan to'y qilma dedi. Sen Uyg'ursan, musulmonsan dedi. O'zingning millatiga to'y qil dedi, Xitoyga to'y qilma dedi. Eşittiler ha? Bo'lmasa o'zini o'ltirib oldi, o'zini o'ltirib oldi. Ya? O'zini o'ltirib oldi o qiz. Kız özünü öldürdü mü? Evet, o'zini o'ltirdi. Астагфируллах. Короче говоря, у них был какой-то разговор где-то, получается, отцу или дочке сказали, я так понял, дочке сказали, чтобы выйти замуж за китайца, и твой отец останется живой. Но в итоге, короче, дочь убила саму себя, чтобы, ну, и, может, отца спасти. Короче, она себя убила.
из-за того, что китайцы хотели заставить его выйти за китайца, и в итоге, короче, покончил не отец, а покончила дочь. Вот и все. Вот до чего, до суицидального состояния доводят уйгуров. Понимаете? И это я сам, по идее, как бы я сейчас себя веду, как бы, ну, держу себя, да, я в аху сижу от того, что я слышу, я охуеваю. Понимаете, он наглый, живой человек мне об этом рассказывает. Поэтому, исходя от этого, мы понимаем, что уйгурам, если турки не помогают, значит, Узбекистан обязан помочь. Узбекистан, Кыргызстан, ну маленький, Казахстан, вот эти три вот эти государства, которые близкие, Таджикистан, кстати, тоже рядом, должны помочь обязательно. Если мы из России пока не можем помогать, но вот эти независимые страны должны помочь Уйгурстану освободиться от китайского гнета. Вот наша задача. Понимаете? А не нахуй звать, блядь, этих китайцев в Узбекистан. Понаехали, блядь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Везде едут китайцы. Нахрен вам нужны? Везите тогда уйгуров, спасайте уйгуров тогда. Вот так. Поэтому здесь такая дичь происходит, что я очень с многими людьми встретился здесь. Здесь вот тоже со мной живут туркмены. У туркменов не лучшее состояние. Туркменбаши тоже там охуел. Туркменбаши тоже там дрочат и по полной программе, поэтому они бегут в Турцию. Они говорят, ну нормально, ничего не нормально. Ничего не нормально. Поэтому и... Вот. Поэтому, Туганар, мы должны сосредотачиваться, я считаю, вот мне 40 лет, сосредотачиваться именно в наших национальных братских народах. Руснявые нам не братья. Руснявые нам не братья. Вот каждый пацан, который здесь сидит, каждый говорит, что он ненавидит руснявых. Которые мы все из России, мы ненавидим руснявых, само собой. Но фишка не в этом, фишка в другом. Фишка в том, что нас мало. И то, что там нам 3-4 человека, мы не можем против стать системы. Поэтому мы должны только диктовать наши, так сказать, как они говорят, нарративы, такое ебанутое слово, наши, так сказать, правильные действия против Москвы. Вот наша задача. Мы должны выйти отсюда. Выйти от того, что вот этого долбанного. Вот тоже вот. Правда, у тебя задержка на стриме. Задержка идет? Задержка на 20. Ну, потому что вот это не ловит интернет. Ну, и комментарии идут. 2 секунды. Меня нормально? Нормально прет? Вот. Интернет же не так уж идет. Братан, знаешь, почему смеешься? Они слышат. Да. Все слышат. Извиняюсь. А власть, конечно, за Россию, да. Народ Казахстан против Ничего плохого не России. пиши. Ничего страшного. Нет, если там руснявые, то пишите. Руснявым. Руснявым пишите. Что ты написал? Тут наши братья сидят. Что это, братан? Спасибо за... Сейчас подумают, что я информант, блин. Да, даже шайтан может завидовать зверствам китайцев. Это однозначно, да. Лайки тебе ставят. Кстати, ну это правда, неправда, мы не можем сказать. Вот сердечко пойдет. Опа. Эту подставку где О, пошли сердечко. А? Эту подставку где купили? Не скажу. Наверное, Купили, да? Эй, давайте, Да, во короче, Франции. соединим студию. Да. ну, В типа магазин акцион. заходил, такого ничего нет. Акцион, типа, наверное. Надо поискать. Куда акцион. пересядешь, чтоб слышно не было? В акционе. Братан, может подвинем студию? А? Нет, разницы нету. Давай. Частенько зависает, но не так сильно.
Çekirdeğini ayrıca kıyırmış ya utanmadan ya. Опа! İlyas iyi yaptın. Maşallah. О, братан, вот И это я я понимаю жизнь. Ben oraya geleceğim. Ты А, будешь смотри, в прямом смотри, эфире как семечки семечки увидел. хавать? Не, не. Братан, Братан, уйгуры, как украинцы, считают, что все им должны. Мы, казахи, по истории помним, что уйгуры служили джунгарам. Вы не хотите в эфире поучаствовать? Но если для прикола. каким-то историям, если мы сейчас будем склоняться, я считаю, что в данный момент, да, ведь в данный момент, тогда уж, Сердечко тебе сейчас пойдет. если они служили, добавлю тогда наших башкир, татар и остальных наций, манкуртов, которые вы уже сами замечательно знаете, они на кого служат сейчас? Тогда вот такое сравнение тогда мы можем поставить. Кому они служат? Путинососам. Путинососам. После этого здесь сравнение уйгуров неуместно вообще. Вы же сами понимаете, пока мы до Москвы не дойдем, мы не остановим эту тему. Нет, тут делегация собралась, как говорится. Не, мы комментарии читаем, да. Кто написал дегенерат? Никита, а ты знаешь, Армия в Казахстане большая. Ну какая? Вот у турков 400 тысяч, но они держат, Эрдоган держит их, блядь, как этот, яйца, блядь, нахуй, чтобы не сломались. 400 тысяч могла бы давно уже, блядь, Москву захуярить, давно, блядь. Чё, тут нет, знаете, вот мне сейчас может как-то не по себе, люди сидят рядом, я не раскрепощенно сейчас общаюсь. Поэтому, может, я сделаю эфир отдельный эфир сделаю в дальнейшем. Но продолжим эту тему. Это звучит хорошо. братан, знаешь, ты сейчас виден, как будто с орбиты, короче, стримишь, короче. Где-то орбита, знаешь, летишь, короче, на Луне. Да, русские спонсировали Китай, когда они Восточный Туркестан захватывали. Ну я вам что говорю? Я же вам говорю, дашнаки ебашили 20 тысяч узбеков. А вообще какой концерт? Поэтому, исходя от этого, блядь, мы должны понимать, что кто спонсировал дашнаков? В 1900-х годах кто спонсировал дашнаков? СССР. Да? А в СССР кто сидел? Это он. TikTok. Это YouTube. ТикТок наши не сидят. «400 тысяч армий спокойно могут воссоздать халифат, но им это не выгодно, естественно. Надо сказать, лайки, подписки, комментарии. У рабов нету истории. Ну да, ну... Я тебе короче отправил. Мы играли тоже, и вот только вышли. Вы тут купили, да? Я, блядь, Сказал, 1,5 года. мне противно вообще-то. Автобус едет вообще? Едет. Машина. Едет, да? Сейчас, что тебе говорят? Вот это все уже на секунду, да? Чисто в пояс. Больше нету у тебя этого? Нормально. Недалеко же, сейчас здесь. Не, понятно, сейчас в ближайшее время ничего лучше нет. Хоть час. Да, сейчас. Пешком, бля, где-то день, полтора. Куда? Куда? Туда, 50 километров. Куда? Какие 50 километров? Вернее, у каждого народа есть манкурты.
Вот я и говорю, у каждого есть народа, есть манкурты. Вот из-за этого как бы мы не можем сейчас сказать, что мы не будем как бы помогать уйгурам. Мы не можем так сказать. Уйгурам мы как бы как по соседству должны помогать. Особенно азиаты. Вот сейчас я тебе покажу, что там площадь, там 50 километров. Потом, вспоминая сейчас его слова еще такую. Вроде бы он сказал, если не спутать, то в уйгурскую сторону, ну так сказать, на их земли, там или я вчера, или... Ну, нет, этот сказал вроде бы. Он на турецком говорит же со мной, на уйгурском говорит. Он сказал, что там и казахов полно. Какая у нас походка. На уйгурских землях и казахов много. Русскоязычная, да? Но я до этого читал еще и в Монголии казахов много, и в Уйгурстане казахов много. Я вроде на днях что-то эту тему поднимал. И до этого я еще где-то слышал, что казахи тоже сидят в тюрьмах. А что они, не ваши, что ли? Что, получается, ты неделю, да, здесь, брат? Всю неделю. 45 день. 45 день? Да ладно, серьезно ли что? Я 10 октября приехал. Куда? 45 дней. 10 октября сюда приехал. 6 числа. Все, братан, у меня, надежда полностью пропала, блядь. Пару дней. Пиздоболы, В блядь, течение пару дней недели говорят. отправить тебя. Они пару дней Тут говорили. одиночки чеченцы долго не держат. Да. Сразу отправляют. А, ты семейный, что ли? Наоборот, Семейный, семейно два быстрее человека. отправляют. Два человека. Лоша. 2 месяца. Наоборот, семейно быстрее отправляют. А у тебя Дублин где-то Ни есть? разу. Дублин есть где-то? Не, пока нету, я недавно заехал. Тут ни одной семьи нету, что, блин, за месяц отправляют. 2 месяца минимум. А ты что, одиночка? Да, Какой граждан? Россия. Россия? А ты откуда? Она, говорит, на тебя Россия. глаз положила. А что тебя так держит? Ты смотри на меня, я говорю, она Потому что они пиндосы. Серьезно. Ну, Нет, одиночки долго знаешь, держат. братан, оказывается, если ты семейно, тебя дольше держит. Прикинь? А меня почему тогда долго? А сколько Ты тебя потому держит? что грузин. Он тоже тут почти уже 2. Короче, моя надежда полностью пропала. Всё, я Нет, не тоже буду. что-то... Я Ну, Не, там же по-разному. Я послушаю. ну, чечение, дольше месяца. А ты же здесь 45 Ну, лет. да, не Да, мула, брат, Да, иншаллах, да. диок, иншаллах. А он не идет, а он переживает. Есть тут хотя бы один чеченец, который дольше месяца? Да, Хотя бы есть. один есть? Нету? Можешь говорить, Нету. понимаешь, что- Брат, Все, а кто тут сколько тут? Понимают. Да? Тот же день ему трансфер. А я думал, что наоборот, когда семейный быстрее. А мне так же тут сказали. Долго держать не будут, сказали уже 40 какой-то день у нас. Иншаллах. Вы на итальянском говорите? Да? Французский. Итальяно капито? Но капито. Капито? Ни хрена себе, вы знаете испанский? Muy bien. А вы знаете? По-французски, но? Нет? Я испанского ответил. я не знаю. Diler, он biz tam bir kere öldü. Стирап. А, мелко это пират. Капот. 6 дней. Нормально, около там 5 дней где-то. Мгм. Манджари, да? Чё ты за онлайн? Одиночек долго не держитесь, да? От гражданства зависит. Да? Ты откуда? Дагестан, российская, да? Долго тебя, наверное, будет. В основном. У тебя какое тоже российское? Ну, у него тоже российское, но почему-то долго. Салям, салям.
Я не знаю. Его долго ехали. Мен Вот один үзебезне чеченец приехал, в тот же день вечером трансфер ему дали, он завтра уехал. үзебезне В тот же день ему трансфер идет дальше. үзебезне телдә сөйлим. Ну, плохое место. Дуслар, Здесь нәрсәке Северное море, кешеләр короче. кырында монда Два бер нәрсә часа сөйләп булмасын. там идешь. Мен шулай дип уйладым әле мин. А вы заметили, что они... Чөнки нәрсәке кешеләр кырында күреп торасыз бит, сөйләшү бик авыр. Люкс. Ну там комнаты маленькие. Маленькие такие. Каюты маленькие. Каюты, да. Чем меньше, тем уютнее. Ну, что-то интересное, да, мне кажется. Ай. Где? Малайлар бик күбәйделәр, кешеләр кырында бик авыр булды әле бу сөйләшергә. Чөнки нәрсәке Больше года. Он говорит, надоело уже. булар теге көлеп утыралар, көлдереп утыралар. Качается? Шулайрак. Серьезно? Да. Там люди спят. Большие, Да. да. Он немножко вот так болтается. Сердечко тебе, Вот даже это последнее сообщение не могу прочитать. Последнее сообщение не могу прочитать. Кеша кырында. Акырып сөйләш, ну акырып сөйләшеп булмый да инде. А Тираполье долго лежать? А ты тоже был в Тираполе, да? 4 дня. Оттуда быстро отправляется? Шуны айтам, да, Там правильно. некоторые по 4, Мухаммад, по брат, 4, ты правильно говоришь. по Их 2 хватает там, их хватает Четыре там. месяца? Нет, по 2 месяца. Их хватает там. Ну, тут одна семья была, вчера были 2 месяца держали, тут 4-5 дней пробыли в Амстердаме. А что ты семечки не даешь? Нет, миним кырда таких нету. Он уже на деньги хочет играть. Что? В смысле? Он говорит, я Вот это последнее сообщение, нету денег. возле меня их нету. Казино? Идем я, sen parayla oynamak istiyorum. Вот, Я точно, прикалываюсь. это. точно. Он азартный, да, братан? Не, он не азартный. А что вы играть хотите? Bu Он kartı дурака хочет. böyle takayım, tamam mı? 3. Yaraya sokuyoruz ipime. 7 kişiyi böyle dağıtıyoruz. А. Ondan sonra hepsi böyle tutuyoruz da böyle tutuyoruz. Tamam mı? Кто Böyle говорит, tutuyoruz. Что, дурак мы? İkilik. Bu ikilikten böyle atıyoruz, tamam mı? 2-2'den atıyoruz А, yere. а. Böyle bir atıyoruz 2-2, ondan sonra böyle tutuyoruz. Tek çekiyor, attık. Sen çekiyorsun, sen bundan. Bu çekiyor, böyle 2-2'lik atıyor. En O- sonunda bunun işi olmazsa o kaybeder. Kaybetme. Это ихняя игра, это мы не знаем Ой, такой ну, игры. ben bilmiyorum. Ne Ben öğreteceğim ben sana? sadece durak biliyorum. Yok, merak etme, ben öğreteceğim. Kolay. Похож на дурак, да? Ну, Не похож, нихуя. Не, вообще это дичь. Нихуя бля, себе. я попросил просто. Это больше на техасский Кино пони тут. похож, чем на дурак. Тут брат уйгур учит карты играть по-свойски. Oynayacağız ya. Вот так. Aval çay alalım, dolduralım. Oynuyoruz burada. Не, а чем он А похож? что вы сказали, что это дурак тогда был? Какой дурак? Он не сказал, что дурак. Кто сказал вообще? Похоже, кто сказал? Ой, бля. Не, я да... Запутался я, короче, братан. Язык А вы что, дурак не умеете, что ли? умею, конечно. Все умеете? Какой дурак не Это умеет играть в наши, дурака? это только не наши. Почему? У меня тоже есть уйгур, на русском Магазин общаюсь. почти на все работает. Ну, это чисто ганный уйгур. А Он те, тоже которые... чистый. Матч. Нет, Да, имеется в виду... Не, ну, Менталитет типа? нет, может он с Узбекистана. А этот оттуда прямой. С Китая. А тот твой? Ну, он как бы из Нет, он с Кыргызстана. Азии. А, с Кыргызстанский? Кыргызстан. А, ну это же наш, это свой. Это не свой, это Бля, чисто... прикольно. Вот это чистый. А что это за у них игра, что ли, национальная? Не знаю, о чем говорит, он, может, в Турции научился? Они очень Нету полезны для Турции живот. тоже такой, Когда наверное. ты этих людей видишь, Для бровей. они же действуют. Ну, значит, китайский, уйгурский карта. Ёбнешь его, потом все. Вот так вот. Кого? Так, мен мында нәрсеке теге дұрысын айтсам с фантологии сбился. О чем мы говорили, да, ведь? Чуть-чуть этот ситуация неординарная, так сказать, у меня. Бля, им пизда наставит. Теге меня неудобно теге кешелерден кошып кетерге. Мен бит мен кошып кеткен едім. Я же через 1,5 часа начал, как я объявил. И вот так получилось. Ну, что скажешь? Они ему что-то говорят, ты столько останешься там, я не знаю, столько. Вот так Ответом вот. одна цифра, по цифрам как-то.
По звездам они определяют, что у кого будет трансфер, у кого нет. Я уже как Ой, бля. Вот тут Во что звезды они как играют? раз Да хорошо еще не видно. знают они, во что играют. Рядом Бельёва. Мы не играем, мы с семечкой, блядь. Где мы? Мы в ангаре. Видите, ангар сзади. Там не видно Yarın da ничего. lazım olur Evet. ya. Bu hapisi bitirsek olmaz. Yarın lazım olur da. Yarın da, he? Ya yarın da lazım olur. Ni хрена не понимаю об Bitirsen этом. yarın alma zorunda kalıyorsun sen. Kayan düşer duba. Смотри, он за ваши семечки взялся. Harça değil, alıcı yaba. Думаю, где я свой голос слышу? Он на этом, на эфире. Бізде сағат міне, азыр көрсетем. Я не знаю, это что за игра, но Я первый раз слышу про нее. 10:30. Ne играют? Sen elindeki ayağı bıraksın ama ben... Мы что ли? Мы в Европе. Ну, одной ногой в Да, Европе, другой брат, мы с Казахстана ждем, депортационной. ждем, когда вы будете независимы. а вот это до сих пор вот эти Вот я говорю, я про уйгуров и говорил, поэтому я и не хочу с этой темы сбиваться. Потому что тема Азии у нас в тот день Там звучала туалет. насчет земель. Кабинет. И вот постоянно тут круги ходят. После туалета хотел я пошел. вообще Очкарики, больше да? информации Да. собрать у уйгура прям. Он же сидит возле меня, так сказать. Да, У нас там какая-то женщина тоже вот так. наверное, я с ним Ходит еще такие. пару дней поговорю. Шаги наворачивают. Потом больше я у него разузнаю всю тему. А может, И мы я не знаю, просто заново понюхиваю. сделаем эфир. И больше я вам расскажу более, так сказать, настоящих событий. Что, как у него происходило вообще там. И как вообще он в Турции оказался. Вот это интересный момент. Официально, да? Не, они обход просто делают таких. Да. Там много. А там было много. Чтоб посторонних людей Я не думаю, пускали. Ну, ладно, 2:33, да, у вас, Дурцагат? Не, они, Неужели эти два человека смогут... Уйгурам будет трудно с они Китаем обход разъединиться. делают, двери проверяют, закрытые. Нет, Не, там тоже. не разъединиться. Разъединиться я и не говорю. Мы разъединим. Да я уверен, Мы разъединим. Я в тот день только на эфире говорил об этом, что мы должны им помочь. И бах, тут вот уйгур приезжает. Как бы интересно бы у него узнать всю Не, брат, информацию, он раз, правильную два, три, информацию. девять. Не с Ютуба, не с ТикТока, а конкретную информацию. Да, там я была. Еще раз повторюсь для новых посетителей эфира. И люди думали, Этот. что они менты. Его дедушку убили Кто? Security же есть. в 2017 году. А, Мне все говорят, это полиция. Почему ходит. убили? какая полиция? Сказали, чтобы он работал на них, на китайцев. Я больше Он сказал, полицейский, чем они. я не буду работать. Я И один раз в грохнули его кебабную деда. зашел, короче, а там никого нету. Что парень Вот и просто всё. думает, я к нему подхожу Чуваку и говорю, 32 вы года. работаете? А он меня, короче, испугался, подумал, что я ему разрешение на работу проверять. Получается, Он говорит, сейчас дед позову дед с начальника, бабушкой короче, позвал. явно не были Просто донер покупать. молодыми. Они по черному работают, походу. Да, конечно. Почти все. Потому что налоги платить не хотят. Германия тоже все оформляется. Китай мощная страна и с мощной госструктурой, в отличие от Рашки. Остальные 10 А при чем тут Рашка? Мергенамиров. При чем тут 2,5, Рашка? если зарабатываешь 500-700 Братан, налогов или, в месяц. я не знаю, Чистыми кто сколько это? там? Ну, 1800. этот, при чем тут Рашка? Поэтому нет. Мы не Рашка. Что, играем? Что он делает? Рашка-парашка. Тибет не китайский, Восточный Туркестан не китайский. Шунай там битинда, это однозначно. Я им принципиально вот в тот день что-то поковырялся по карте, смотрю, я вам рассказывал про Таджикистан еще. Вот оно все граница, и бах, справа смотришь, какого черта Уйгуристан рядом с Китаем, да, я задумываюсь. И тут смотрю, надо их сорвать, просто Китай проглотил полностью. Я сам в ахуе. Почему я не стал? Китай проглотил их, а мы просто глаза закрыли.
Особенно Куда, Узбекистан. братуха, 37 миллионов, и мы молчим. спать? Не сможешь Надоело спать. уже, да, сидеть? Постараюсь. Red Bull энергетику пьет, короче, спать идет. Японцы могут поддержать, они когда-то Саха поддерживали за независимость. Но с японцами я же вам отдельно тоже об этом, так сказать, намекаю постоянно. Японцам отделим все Сахалин, Махалин, то, что они хотят, все отдаем. Я имею в виду, что Башкортостану и другим республикам легче выйти из Рашки, чем уйгурам от Китая. Нет. Уйгурам мы дойдем, это, наверное, в процессе того, что вот вы же хотите Туран сделать. И к уйгурам мы дойдем, наверное, через Туран. Если, конечно, Эрдоган не очко. Если он очко, мы с ним не дойдем никогда. Почту, чтобы почту забрать. Как я в тот день вам вот это показывал, если Эрдоган вот за жопу, если он сможет ответить свою, 400 тысяч армия саблям, вот тогда мы договоримся, наверное, что уйгуров мы вытащим без боя. Салам алейкум им, блядь, там говори. Где курить? Но вот наша задача выйти из Рашки. Вот это да. Ой, ты не пошел, это пиздец, блядь. И, кстати, насчет Казахстана. Вчера или сегодня, может, я увидел, где-то там речь идет о том, что типа Казахстану никакие земли не попадают. Не, типа, то ли Азия, то ли в каком-то новостях услышал. Никакие земли, типа, вам не светят. А ты куда пропал бы? И этим тоже я не Ты нас согласен. не видел? Это Что-то упустил. Что мне сказал, что семечки здесь. этот разговор сейчас вот где-то я услышал, Мы это уже поднимается этот разговор типа Я тоже Казахстану, хотел пойти купить полностью, ну типа как бы неправильно скажу сейчас, да, не вернут не пойдет это слово, не дадут, Почему не вариант? нет, не хотят дать их земель. Тема будет, Конечно, будет вот так. по старой схеме. Что это там? Китайцев миллиард, еще миллион роботов, которые пойдут в армию. Как думаешь, против такой силы кто еще в мире сможет поставить противовес? Что, блогер, что ли? Противовес Да. поставим мы Хотя бы только. люди, южняк есть какой-то, да? Где? Если мы, альхамдулилля, мусульмане, мы Что это все? маленькой кучкой людей, мы их чпокнем. Ну, рассказывай. Я такие вещи не люблю. Не, Ребята там 3 часа ты общаются, не что-то видишь, рассказывают. конечно. Это он. Да, понял. Да, нам земли не нужны, нужно просто выйти на границы с Башкортостаном. Нет, нам-то земли нужны. Эти зрители думают, Смотри, вон там бегают. Нам-то земли нужны. И в том понимании, что по старой истории мы все заберем. То, что нам Что, принадлежит. депутат, что ли? Конечно. Сейчас задержки не будет. Это очень разные вещи. Китаем всю дорогу тюрки правили. Нет, вы поймите одну вещь. Китай на тюрков, кстати, как раз таки подметили, никогда не рыпнется на нас. Он. Если мы сейчас будем такую пургу нести, если только яджуд-маджуды какие-то не появятся с Китая. И он вот так не останавливался, говорит, Мы, пожалуйста. ну, как бы, мы не будем, имеется в виду, Поберушку, да, просто через ТикТок закрепил карту свою. Ну, я не знаю, вот они дикие, блядь, да? Угу. вот именно, никакая армия роботов, шмотов и не сравнится с армией Аллаха. Вот я и говорю, никогда.
Кстати, я сегодня закидывал в Телеграм одну тему, как черкесы и мамлюки, Кавказ. Я был в шоке. Мамлюки, как-то такое интересное слово, да, ведь? А мамлюков мы, ну, как бы я же не знаток истории. И как раз таки Кавказ ТВ сегодня выпустил, Самое хуевое, что я закидывал в Телеграм, но это мы потом еще подумаем эту тему заново. И потом уже в конце Я надоело, они подходят. я просто то, что вспомнил, курил, говорит, как дай в мне мамлюкской военной теме были, оказывается, кавказцы, само собой чеченцы, Дагестан, черкесы и так далее. И очень много черкесов, которые, поэтому они черкесы появились в Сирии. В Сирии черкесы что делают, мы думаем, да? Вот это вот и от мамлюков еще в те времена еще они остались. И само собой там были тюрки, это все были рабы. В 1260-х годах, до 1260-х годах, которые эти мамлюки чпокнули Монголию, монголов. Все, бля. Поэтому теперь возникает другой вопрос. Это жесткая зараза. Получается, мусульмане, ислам дал отпор монголам. Но тут сейчас я уже такую больную, ну, как не больную, большую тему, да, сейчас мы будем открывать. Если монголам мусульмане дали отпор, какого черта тогда Чингисхан получается казахом? Где тут, вот я не могу, где мы тут опять не туда пошли? Ох, блин, вот это крошка, блин. И эта тема большая, это мы будем в дальнейшем это обсуждать об этом. Если кто по истории будет, вы меня поддержите там своими комментариями, чтобы мы в правильном русле донесли людям, как, где и как это Я ему происходило. напишу, Чтобы мы понимали. Мечтал. Меня, может, плохо слышно, я не знаю, но примерно то, что что понимать, что вот эти земли, которые мы сейчас хотим поднять, вот это, все земли, которые мы хотим поднять, должны будут спасать друг друга. Уйгуры там, кто в какую передрягу попал, всех мы должны вытащить. Не говоря о том, что даже могут быть внутри них крестоносцы в виде украинцев. Крестоносцам мы тоже должны будем помогать, если они по соседству живут нормально, кутын кысып. Это кто, бля? И тогда они только начинают уважать. Монголы это тоже предки казахов. А до этого у них нет такого. Вот. Они уже закон... Я же там, грубо говоря, в течение 2 лет я вам об этом говорил, что в Монголии есть у меня знакомые, они говорили, что очень много казахов живут в Монголии. Пока не отпиздишь, не поймешь. Улан-Батор или как, где у них? Улан-Батор? Там живут тоже очень много казахов. Я вам постоянно об этом говорил. Занимаются лошадьми и делают козы. После этого все равно у меня мозг не приходит в себя до сих пор. Или в то время у них не было ислама еще, Вот ты как быстро делаешь. не было ислама, и почему, получается, мамлюки чпокнули этих монгол. Мне надо будет где-то тоже почитать эту тему, чтобы более-менее был тоже в курсе этого дела. Моя жизнь вообще, блядь, пиздец. Иди нахуй. Мудила. Чёрт. О, шнырь. Русская община, они всех вылавливают. Амир Тимур выгнал монголов. Таджик. Русская община это, блядь, ебина, блядь. Вот я и говорю, вот поэтому я хочу понять, что где-то, я же говорю, поворот не туда у нас произошел. Собаки. Как вопрос возникал, помните, я закрыл вопрос в тот день с таджиками, которые живут в Самарканде, в Бухаре. Один на один, бля,
он его выебал. И это получается, я не нашел такие, в Фейсбуке это было, я не нашел, это не Иран, это не иранские люди, это наши люди. Те, которые, кстати, даже внутри Таджикистана. Знаешь, вот это вот? Это все было наше общее. Это не наши чужие, оказывается, которые нам, русские, влили эту тему в историю, перепутали нас. И мы не знаем ничего сейчас. Тупые вот мы. Имеется в виду по истории. Получается, Но мы не дауны я же. стал первым номер один, да, по этому, по грызу. Вот тут то же самое происходит, получается. Ну, смотри, у него мало, Корень. смотри на его гол. Давайте спустимся тогда к корню такому. Ну, давайте, короче, Корень, вниз вот так спускаемся ручку сделаем. до Вот так Аттилы. сделай его. До Аттилы. А, это уже нечестно. Потом, кем еще наши были по всей этой степи Потом вот бегали? знаешь, что сделаем? Это слово надо сейчас вспомнить мне. После Аттилы. Нет, Скифы. Вот так, сюда, смотрите. Скифы тоже это мы. Исходя от этого, вот эти перемешанные все народы, скифы и Аттила и так далее, это все это мы. Если это мы, получается, значит у нас были очень много национальностей. О, бля. Были очень много национальностей. Да, вот это. Братан, ты дал дураешь, да? По-братски. Имеется в виду четверки обладают. А там тебе есть там? Рахмат. Это Рахмат. чья? Моя? Печенеги. Там Насчет печенег, ну, Это моя? печенеги, как я понял, Моя это моя. были Твоя? вот эти. А у вас была? Сейчас, как они говорят, печенеги, если я не спутаю, это были венгры, вот эта сторона вроде бы была. Печенеги вроде бы. Нет, имеется в виду, печенеги же вроде бы были потом. Имеется в виду, если мы эту историю будем копать. Аттила, скифы, имеется в виду древность наша. От этой древности получились мы. Я в кофешопе был. Мне такую траву дали. Грамм 25 евро. Амир Тимур был родственником Чингисхана, но не по отцовской линии. Кстати, я где-то читал, что он не любил узбеков. Вот такая вот история. Да, замороженный, там 50% ТХЦ, да. У нас, как говорят, Чолак Амир Тимур. Чолак или как? Ну, короче, хромой Амир Тимур. Да ведь? Не, знаешь, когда шишкуешь, тебе все похуй, да? Но А как здесь атмосфера я такая. узбек, мы его считаем узбеком. Потому что трезвым, как... Но исходя вот за эти 3 года, которые здесь я туды-сюда и маячу в эфирах, Я там мне казахи донесли, что он был казахом. Я не могу понять, короче. У меня уже крыша едет от всего этого. Поэтому большая, я считаю, что он был для всех общий. Почему я вам говорю про Аттилу и про скифов? Вот из этой всей белоберды получились вот эти. Потом мы откуда-то выползли. Но суть не в этом. Мы больно опять вглубь ушел я в историю. Имеется в виду, давайте вернемся к уйгурам. У нас были уйгуры всю жизнь в Узбекистане. И всегда я не задумывался, точнее, да, давайте врать не будем, не задумывался, откуда они вообще к нам пришли. Теперь я понял, уйгуры были, оказывается, вообще-то рядом, у них была страна своя. Потому что они врачи. Но почему-то эта страна в моей истории с 1985 года я никогда не слышал, что есть страна уйгуров. Братан, Уйгуры кто там. бумагу? Я никогда Да, этого не слышал. Ну, мы не слышали об этом. Мы слышали Республика Дагестан, Республика Чеченстан, Башкортостан, Татарстан, но я никогда не слышал, что есть Уйгуристан. Да? Мы не слышали об этом. Никогда я не слышал. И оно, оказывается, было рядом. Прикиньте.
Ну, я вам еще А я говорил, тоже вот так дубленки забыл, кожаные. выронил, Помните, короче, дубленки карман, пошли ко мне, такие короче, классные, мост дубленки. пришел, говорит, протягивает. Вот они оттуда шли. Да. Не вспомню этот город сейчас. Их не город, короче, оттуда. Хорошо, что на него кредит оформить нельзя. Вот. Машину купили бы. Э, Какой кредит тут? БСН это нет уже. БСН номер выдается А там спустя. Через 6 месяцев Германия, не выдается, а заряженные. запрос надо отправить. Запрос Все еще. покупают эти Запрос, Samsung. ну, Он не отказать. казах и не узбек, а Не общий их могут предок. iPhone заказывают, Ну вот, один iPhone нет, да? давайте вот здесь И вот так, кредиты. Просто по той давай теме я пока аутсайз, остановлюсь. смог, Отвечу здесь. заказать Монголам любой мне телефон, сказали, что магазин, Чингисхан Vodafone, их через этот, да, вот, герой. А прикинь, тут Если Почему бы они ты не со можешь мной, не рассрочить, со мной ни монголы банк, скарифанились ничего не можешь. в свое время в Германии? А, тебе должны Потому знать, что они какой узнали, что я Да, татар. Бургер что-то там не хотят. И они, Аусвайс, да, как бы? у них бзик, Ну, у них что мы человек татары, бургер, короче. татарское, Я монгольское, отвечаю. вот это. Дорого, да, как бы? И вот у них Бургер. вот такое мышление. БСН, У них что-то. тоже история, и у них стоит статуя Чингисхана там в Улан-Баторе. Чингисхан стоит огромный, я видел его фотки. Но суть не в этом. Что, семечки Суть в том, съели, что они считают его монголом. Они не соленые же, они не Они вкусные. офигенные были. Они не... Казахи считают его Они казахом, узбеки его считают Серьезно? монголом, не знаю кем. Но Амир Тимур, понимаешь ли, узбек Ты почему-то. крутить умеешь? Видите, вот каша, короче, Фисташки тоже кто нет? кем был, неизвестно там. Я фисташки в детстве очень любил. Ну, мы Я их как до сих точно пор понимаем, люблю, это самое Чингисхан фисташки любил, оливки эти. и Но их тоже люблю. Щас Амир вообще Тимур, не они, много получается, ел. наши, да, Ел, как короче. вы говорите, общие предки. Но по национальности мы не Да? можем Я киви сказать, особо не люблю. ну, я не могу сейчас точно сказать, кем они были. А, я знаешь, на что подсел? Урумчи, да, Личи же есть, Урумчи, личи. вот вспомнил. С Урумчи шли, дубленки. Зеленый? Это 95-е до 2000-х годов это речь идет. 95-2000. И может и выше потом пошли. Но потом фуфло начало делать, уже начал делать Китай. А до этого было нормальные кожаные они дубленки. Хорошие дубленки были. Наверное, они реально были из баранины. А потом китайцы начали штамповать, фуфло пошло. А я эти люблю, такие зеленые. Синтетическая дубленка пошла. Я не помню, как называть. Зеленые такие очень тоже вкусные. Да, Редко Урумчи, их столица, Вот, я про ну, это. сейчас не могу сказать, что за... Нет, еще там было одно название, кроме Урумчи еще было что-то, вот оттуда шли дубленки. Ну, не знаю, точно не могу сказать. Таиланд, Боливия, Чили. Ипподром бozorida sotilar edi. Килограмм А, 5 евро или 6 Qorasuda. евро. Я же из Андижана, Qorasuda sotilar edi. Карасу есть там. В Кыргызстане есть город Карасу. Знаешь, когда Вот после там. этого Вот так мне у тебя просто надо было пройти границу, 2-3 дня Арык, бодрый. и там Карасу. Серьезно? Я на этой стороне, Витамины вот эти, а там которые кыргызы на той хватает. стороне. И вот Карасу базар, это как будто ты попадаешь Тут Лидла нету, кстати. на пол Китая, как будто. Базар на пол Китая называется. Это Карасу базар. Зашел и ты потерялся. А мы едим, короче, как капсулу, да, вот, ну, Да, таблетки. продают таблетки. А витамины Уйгуристан нужно по как? площади Они очень большая страна, если отделяться в топ-30, точно войдут по территории. Ушина и Таманда, я в тот день, когда посмотрел карту Таджикистана и увидел рядом вот этот Уйгуристан, я чокнулся, он до Тибета доходит. Тибет там маленький Тибет, а он до него доходит, это, грубо говоря, Белоруссия вместе с Украиной. Белоруссия вместе с Украиной – это Уйгуристан. И та территория, которую я вам озвучиваю, до Воронежа. Территория до Воронежа должна быть... Палбить, увы. Красавчик, братан, четко говоришь. Не, серьезно, мало, правда, ну ты как Китайцы, как и Ну, русские, ты все знаешь, копируют. ой, Ну просто вот именно, коммунизм же у них до сих пор у этих узкоглазых. Бля, До сих пор китайцы, коммунизм. уйгур, улетать. Вот этот коммунизм у них диктует, что вот руснявые, получается, жили вот таким образом, и мы будем, короче, долбить своих и так далее. Ну давайте не будем забываться про Каракалпакстан. Узбекам давайте напомню. Каракалпакстан тоже так же. Отпустите нахрен. Я же за это всегда вам говорю.
Каракалпаков зачем держать в Узбекистане? Пусть отделятся, трудно будет, пусть попросят помощи, пусть попробуют пожить. Пусть попробуют пожить отдельно. Еду нормально дают, да? Завтрак нормально? Не кушал, что ли? Ты когда приехал? Ну тут это ладно, я уж иногда много вещей добавляю. Уже не ел? Не, ел, но так Давайте, не было, не очень. Ну, смотри, там, Вопрос знаешь, же как- про Уйгурстан. Когда-то Уйгурстан, могут нормально, когда-то ты Если бы был бы в нашей компетенции, Котлеты, допустим, да ведь, да, что за нам котлеты? Китай нахрен не нужен будет. Я тоже. Вкус не было. Уйгуры, давайте обсудим, давайте про свою, ихнюю, человеческие такие, людские качества уйгуров. В первую очередь, что мы вспоминаем? Да, Лагман да. уйгурский. Все вспомнили лагман уйгурский. Не говоря о том, что они все чевары, Ну, там, шить может быть, умеют тебя туда-сюда. отправят туда, где еду дают. Красота. И там тоже 15 евро будет. И самое 2 года интересное, будешь 15 уйгуры, где есть, уйгуры, где есть, нам китайцы не нужны. Они уже питали китайскую систему, и у нас будет мозговатые люди с мозгами, так сказать, уйгурскими, но питанными китайской системой. Исходя от этого, у нас Деньги будет откуда у тебя будут? очень продвинутые, 15 евро, 30 евро. вот стоит. это, ну так сказать, текстильные вещи, Если ну вы примерно не так знаете, говорим. если Вся тебе вот эта просто система так поехать, будет дать тебе деньги, но продвинутая. если просто так поехать, вот они тебе деньги не дадут. Когда Уйгурстан будет я не слышал об отдельный. Получается, ну, грубо говоря, мы будем одеваться, мы будем разные вещи получать от них плюсы. Мы им что-то будем отдавать, они нам. Исходя от этого, нам китайцы нахрен не нужны. А так они не оплачивают. Вот если об этом, конечно, узнают китайцы, они, конечно, не захотят отдать этот Уйгурстан нам, так сказать, отдать нам, освободить его. Поэтому нам нужно понять, что нашим народам, особенно близко к ним народам, нужно помочь уйгурам выпутаться с этой ситуации. Таким же образом Башкортостан с Татарстаном стоит. Какое условие? Вам письма, что ли, пришли? А? Вам письма пришли? Нет, вот эти зеленые. Вот эти флаги. Не говоря о том, что и Вот Кавказ. это, что ли? Да, да, Это вот. для еды бумага, что вы можете сказать? Ага. Это знаете что? Это для еды просто. Я вам скажу, что это такое. Это что, блядь, здесь удостовериться, блядь, чтобы пойти. Скорее Узбекистан не выживет без Каракалпакстана, без ее газа. Жрать бесплатно можно. Жать. Смотри, спать, жать, Нет. спать. Жать. Я не знаю, кто как выживет или нет, но имеется в виду, Это просто информационный лист. Тут Это отметка. не тут, информационно, это если каракалпаков, сдерживание каракалпаков идет к чему? Это опять-таки СССРская система. Вот что прилипло, то и держит. Все там, все, это все. Что прилипло, то и держит. Поэтому это отдельный разговор, это смена государственников. Как всегда, я же всегда говорю вам, менять надо всех там. Другое? Начиная Покажи. с Казахстана, заканчивая до Афганистана, менять надо всех там. Ну, блядь, это Талибан значит, тоже что не менять этот, надо, блядь, придурков не лагерь. этих. Генео, братан, Грозный, с которого сняли клип. Их менять надо всех, поголовно менять нужно, А и почему получается, разные написано? только потом что-то получается. Серьезно? А нам Бля, я сейчас домой пойду, там no call написано. главную верхушку менять надо. Башкортостан, Татарстан и внутренним Не, он республикам, может быть прав. так No call сказать, это не постоянно знать. Если пол написано, это постоянно. России. Если тебе транслит идет, там либо call, либо no FP, Подожди, либо no. там же не имеет значения, да? Вот именно, вот тем более, даже Если если у пол Каракалпакстана написано, есть это уже постоянно. газ, они Да, еще как выживут. Вот я и говорю, выживут. Да, когда уезжаешь. Ну, я не знаю, что у них есть. Я как бы больно не вникал на Вот не какие-то надо об этом говорить. недры. Ну, на корабле. Каракалпаки башкорты поддерживали, когда восстание Алдара Исикеева было. В течение недели. Кстати, да, я же вроде бы читал Братан, иногда, я не что хочу там верить. какой-то каракалпаки Я тебя приходили Я говорю, либо неделю, либо помогать. месяц. Да, Алдар Батырову помогать. Да, Если кстати, не да. месяц, то 2 месяца. В Каракалпакстане газ недавно появился. Не знаю, ну я не могу ничего сказать Блядь, я его не про газ. Но я одну вещь скажу вам.
В Узбекистане у самого тоже газа хватает. Блядь, история какая, блядь. Узбекистан Блядь, сам за ну, доллары блядь, продает газ. хотел- Давайте про газ не будем говорить. В Как Узбекистане его, всю блядь, жизнь был после газ. этого? Пошел нахуй. Газ везде Хабиб же есть. говорил, блядь. На нашей суше везде газ есть, прикиньте. Хабиб Просто же кто-то говорил, копал, блядь. кто-то еще не копал. Ой, бля, я же поэтому включил, чтобы нас не было слышно. Я иногда забываю, потом... Кстати, Мы же такая всегда, же- всегда в эфирах говорим, что Чечня в 94-м как Салам чай алейкум. пили, бензин свой. У каждого бензин был во дворе. Подожди, вас в Тираполе привезли, что ли? А? В Тираполе привезли? Они, знаете, с Тираполя больше никто не приедет, не пойдет. Вот, блядь, да? А Если- неделю не приезжали же? Смотрите, Никто не приезжал, самый никому еще так один не момент. давали. Потом начали Газ, приезжать, потом нефть, начали там. Все эти вещи у нас есть. Если в Азии у кого-то ничего не будет, у нас есть же. Нам же куда-то его надо пихать все равно. Беслан же через день Мы будем уехал, да, обеспечивать или сперва два своих, Приезжали. а потом вот это только тоже, что-то да? будем отдавать Европе. Амстердам. 2 дня он тут, Амстердам. И еще не нужно забывать о том, что каждые дыры, которые образовались у нас в Башкортостане, везде, в разных землях, которые уже выкачали, да, ведь рано или поздно они наполнятся снова газом. Иншаллах, Аллах Та'алям нам даст еще, как говорится, газовую систему. Я об этом даже не задумываюсь. Это в данный момент оно не звучит в нашей тематике, да, это что здесь у нас нету. Если ничего не будет, значит дрова будем сжигать. Лесов у нас вот так хватает. Угля тоже хватает. Как этот, кстати, вчера Путлер в каком-то этом хвастался, то что на 1000 лет угля хватит, оказывается, в Владивостоке. Но газа нету. Газа нету, но угля, оказывается, на 1000 лет хватит. Потому что мне сказали, Тут 2 Идиот. студента были, брат. В 2004 году я надышался столько, это угля. 2 месяца. Хабаровский, Просто 2 Уссурийский. человека. Зимой дымоган был. Мы в шоке были. Такой ванизм стоял в Уссурийске от угля. Здесь Не типа дров, прикинь, а угля. Это Да. ужасный загазованный город зимой. Я просто 2 взял, какой-то поляк там дает. Там не было никогда газа. Я просто взял, хочу. Я не видел там, Я чтобы был советую, газ. понял? Я говорю, ты хочешь? В Уссурийске нет я газа. даю ему. Это Все не котельные я хочу, работают это на другие углях. хотят. А там вот на жопе, блядь. Чаще, столько, После этого чаще, шоколадок, и думайте, кто тут нищий. Да? Нищету создали по всей России. Бурятия тоже углем топит. Иногда бывает, Бурятия тоже углем топит. Да, газа нет у них тоже. Ничего не говорят. А одну шоколадку взял, доебался. Поэтому Москва и вся центральная Россия, там ничего нету. И вот почему они боятся потерять Кавказ и Поволжье. Вот именно. Вот именно. В Кавказе, я же в других эфирах мы узнали один раз, что в Дагестане тоже есть, оказывается, газ и нефть. Только его никто не копает. Ну и альхамдулилля, пусть не трогают. Не дайте этим сволочам копать начать. Лучше пока пусть не трогают, пусть стоит. НЗ. у нас там уборщицы, вот эти украинцы были в Теряполе. Тоже были? Они такие... У вас, по-моему, корни уйгурские, Я так? спросил, она говорит, Не, у меня родственники уйгуры, да. и вообще ни с кем не У знакомы. меня родственники уйгуры очень много. Вот я как раз таки сравню, что у меня брат есть Музафар, и этого товарища уйгура, где он вообще, куда он делся? А, он там, 2 уйгура сидят и разговаривают. Тут семья уйгуров есть, и этот, они, туганлар нашли друг друга. С тобой хотел знакомиться. Вот, да, у меня родственники уйгуры. Тетя у меня уйгурка. Вот, Вы тут будете, братан? да, как бы. Let's go. Отдадим его этот Я поэтому и удивлялся, что ну, этот будет звучать как-то как неуч. Я удивлялся, что уйгуры, как бы, даже вот сейчас возникает такой вопрос, уйгуры имели свою страну. Я даже не зациклил, не думал об этом. Мы жили в Андижане с уйгурами вместе, и я никогда не понимал, что у них еще есть своя страна. Я думал, они наши, понимаете? Я вообще не думал об этом.
Потому что в Узбекистане многонациональная страна, мы так жили. У нас не было разделения никогда никакого. И поэтому для нас уйгуры, как бы, они, я не скажу, что братья. Я скажу, что не делились мы вообще нафиг никуда. Уйгур. Все, уйгур, узбек. У нас не было деления, нету. Вот это мне хоть кто пусть докажет, я докажу обратное. Нету такого деления у нас. Поэтому, когда вот этот вопрос к моему 40-летию, так сказать, пусть скажем, да, доходит, что есть отдельная страна Уйгуристан внутри Китая, сожранная Китаем, и у меня вот этот вопрос и возник, что люди бегут со своих земель, чтобы не самоуничтожиться. Полный идиотизм у нас. Поэтому особенно Ферганская долина, Андижан, она полна уйгуров. И у нас никогда не было, что он так. И самое интересное, вы сейчас будете ржать вообще. Скажете, вообще идиот я. Я узнал, ну, может, не скажу, в течение 5 лет, может, 5 лет тому назад, нет, не тому назад, внутри 5 лет, что у меня тетя уйгурка, оказывается. Я даже не знал, прикиньте. У нас до такой степени нету нацизма, это доказывает, что я не знал, что они, оказывается, уйгуры. Ё-моё. Да, может, я раньше слышал, но не обращал внимания. И вот мне говорят, вот же у тебя Хамида Пажи, говорит, уйгурка. Ее зовут Хамида. Уйгурка же, а дядя твой, говорит, узбек. Нифига себе, я говорю. Прикиньте, прикол, да? Я об этом никогда не знал. Никогда бы, если бы даже... Нету у нас этого, понимаете, нету. Потому что у нас интернациональная семья. У нас и украинцы, и русские, у нас все было. Я это как бы не отрицаю. У нас все есть, все нации есть у нас. Но мое, блин, даже сказать не могу. Менің қонымда юг башка миллетлар, только вот узбек, башкирт, татар. Все, вот 3 нации у меня. Ну, в родственниках есть. Я вам рассказывал, что в каком-то... В Челябинске у меня. У меня в Челябинске 2 сестры, их отец русский, мать моя тетя татар. Урус татар. И это нормально. Я считаю, это нормально. Но всегда я вам сопоставляю один момент. Независимость наших республик примут, живи, проблем нет. Независимость наших республик. Все, вот наша задача. Независимость наших республик, все, это для нас будет успокоением. Потому что сравнивая уйгуров в данный момент, если наша тема уйгуры сегодня, то мы понимаем, что уйгуров давили, значит, до моего рождения. Давили их, значит, черт знает когда уже давили эти китайцы, поэтому они приперлись, так сказать, насильно в Узбекистан. А узбеки приняли их как своих туганов, как своих. И я никогда не слышал, чтобы какой-то узбек бурагозил на уйгура. Я никогда этого не слышал. Я не знаю, где-то, если такую историю мне скажете. Никогда я этого не видел. И у нас есть в Андижане какое-то место, Пахтакер, что ли, Пахтабад. Там очень много уйгуров. Вот это от моего района, чуть подальше, где-то там. Пахтакер или Пахтабад, не помню уже название больно сильно. Очень много. И все они тоже приезжали в Россию, особенно в Башкортостан, и они говорили на своем. Я думаю, что за фигня, что-то язык на татарский похож. У них язык на татарский больше похож. К чем-то, почему-то. Такой он, не как узбекский, он на татарский больше похож порой иногда. Вот так начинаешь слышать, на татарский похож. Вот интересно. Ну, слова и узбекские есть там, и, ну, имеется в виду
как будто бы наши слова, но диалект другой как будто бы. Там можно и казахский, если знаешь казахский, услышать и казахский как будто бы, и кыргызский там как будто бы. Да все вперемешку. После этого, как они могут быть нам чужими? И то, что я у него спросил, я говорю, китайский знаешь? Он говорит, нет, я, говорит, что-то плохо учился, и китайский я не знаю, говорит, вроде бы, как я понял. Ну, получается, значит, альхамдулилля, он, значит, может, успел закончить свою школу, пока эти придурки не зажали их. Может, как-то и так? Я не знаю, как это произошло у него. Но он отлично говорит на турецком и, само собой, на уйгурском языке. И самое интересное, это башкиртам, татарам касается. Мы не можем свой язык употреблять у себя дома, а они в таких притеснениях умеют говорить на своем языке. А мы разговариваем не на своем. В чем проблема? Мы же живем, по идее, на расслабоне. Мы на расслабоне живем. Почему мы не говорим на своем языке? А уйгуры могут говорить на своем. И отметьте, 32 года чуваку, мне 40. Почему он может говорить, моложе 8 лет меня, а мы не можем? Получается, туганлар, мы все-таки, давайте признаем, мы сами самопроизвольно слились с местным населением. Мы сами это виноваты. Все-таки. Сейчас комментарий почитаем. Меня с пантологии сбили, азгина, да, ведь без обид. Сегодня среди пацанов тоже мне как-то неудобно вести эфир вообще возле людей. Мне неудобно, я не могу сконцентрироваться. Вот так. Так, китайцы как только не пытаются скрыть о своих зверствах, но, хвала Аллаху, их ложь разбивается и не остается скрытым о концлагерях уйгуров. Вот я и говорю, вот именно, вот я у него еще отдельно допрос у него буду устраивать, вот отдельно, он мой будет подопытный уйгур, будет, я у него буду полностью допрос устраивать насчет того, что происходит у них внутри. Потому что все-таки он в курсе этого дела. Да, уйгуров стали притеснять после революции китайцы-коммунисты. Вот именно. Коммунисты, которые против ислама. Ну, это, наверное, после вот этого всего. Да, благодарю, ничего страшного, брат. Да, у меня сегодня такой был интересный день. По сути, один тюркский народ, отличия никакого, язык особо не отличается, культура, менталитет. Да, особенный и менталитет. И самое интересное, вся еда-то проглочена от них нам. Они свою еду привезли в Узбекистан, получается. И у нас все перемешалось, и тут мое все орут. Мое, твое нету уже здесь. Но мы-то знаем, что лапша от уйгуров, уйгурам лапша тоже, наверное, отошла от китайцев. Ну само собой, это все единое получается, да, если уж брать только именно лагман, не исходя еще какие-то другие моменты. Что, сбежались? Что, соскучились? Уйгур, узбек, как турк, азер. Ну, типа того, наверное, да. Но мы тут не можем сильно так добавить, потому что Бля, где это? Пацан, бля, узбеку телефон его надо близко вернуть, будет бля. и Где он? казах близко будет Вот это узбеку. афганец, который- Мы все, Ой, короче, который одинаковые, да. вот Тут, так, по поводу его трансфер, да? как вот на Правильно. Кавказе. На Кавказе, как вас разделить, да? 36 Его наций, реально да, не брат видно. Мухаммад, ты говорил, 36 наций. Кто-то Ну, говорил да, 60 наций. Ну тогда мне 36 остался, наций. нахуй Как говорю, вас вот различить? экран, бля, Как вот, и поменять экран надо будет, допустим, блядь. вот наши братья сидят, у них ингуши, Что такое? галга, ихние прям Как его братаны зовут? ихние. То же самое, понимаете? Галга и Ну, Нохчи, с нами они в Тыраполе был, э, короче. вместе, да, идут. Ой, бля, башка, бля, устала. Просто, так скажем, у молодежи, которая как бы в данный момент идет
как всегда я говорю, по Каримовской дороге, по Путинососовской дороге, у них нету этого. Вот это не забудь. Ком ты идешь? Да, я сейчас несу тоже. Мы сейчас. Окей. Поэтому у молодежи, которая сейчас вот в данный момент живет, там 25-30 лет, у них мозги вообще не об этом. Они пока не могут понять этого. Но не все, но многие не могут понять, что есть твоя настоящая национальность, что ты там не тот, который тебя захватили, не из той категории ты людей. Вот эту всю фишку мы не могут понять пока. Сейчас я почитаю комментарии. Так, уйгур, узбек, как турк, азер. Вы по внешности тянете больше на уйгуров. Ну, не знаю, у меня по старости сказать хотел, конечно, старею. Мне кажется, по старости я уже буду становиться на башкирта похож. Почему? Потому что вот, и сестры все говорят, что ты становишься похож на отца. Если я становлюсь похож на отца, почему? Потому что я на мать похож. Если я становлюсь на отца похож по взрослению, да, то я уже конкретно или буду или узбеком становиться, или башкиртом. Вот примерно вот это Ты не можешь со мной играть, будет, потому что... природа, да, так сказать, вот такая будет. Гены все-таки, да? Мне так кажется, потому что Да, потому что я в эпику зашел, нам надо бабу, блокировать. ненем минем башкирт, ненем башкирт, мать моя татарка, отец узбек башкирт, поэтому как бы в какую-то сторону меня все равно потянет по старости, я так думаю, потому что я сам чувствую тоже, я меняюсь. Люди меняются. Как я сегодня увидел в ТикТоке или где-то в Ютубе увидел, как человек бодибилдинг накачался, ну такой африканец какой-то, крутой такой весь, такой в свое время там, 80-х. Ну там шкаф, короче. И вот он, его показывает сейчас в пожилом возрасте, и у него все ушло, ну, дряблость. 150 килограмм, допустим, человек, ну, сейчас стал, наверное, 80, да, допустим. И все у него, все свисло. У спортсмена все свисло. А он был Геракл. Ну, из этой, кому черный мажут, он так черный сам, и, ну, блестит, короче. И вот мы все будем на тот свет готовиться, похудеем. Или в таком виде умрем. Аллах алям. Мы не знаем. Примерно, ну, я такой пример привел. Ты показываешь, кем ты хочешь играть, а вот теперь ты выбираешь кого-нибудь, кого хочешь заблокировать. Кто тебе не Пускай не нравится. трогай, пригодится отдельно в Дагестане. Москва и Сексуальная Россия, там ничего нету, и вот почему они боятся потерять Кавказ и Поволжье. Пускай не трогают, пригодится в отдельном Дагестане. Вот я и говорю, да, насчет газа, мы же говорили насчет газа, узнал. Мы говорили насчет газа и нефти, да, вот именно, лучше пусть не трогают нафиг, Теперь выбирай героя. чтобы, так сказать, коррупционные действия, чтобы не проходили. У вас, по-моему, корни уйгурские, так? Нет, у меня башкирские, татарские, узбекские. Так, здесь я как бы поддерживали, так, читал я. Я здесь первый раз сижу здесь, ну, мы сидим, так сказать, в нашем общем Здесь это уже лига, братан, это уже территории, по-другому. где Да. нас Так что давай, не столовая, иди, короче. От карты играй, смотри туда-сюда. А то меня Караклапастан запрет. сначала была в составе Казахстана, пока СССР не решил по-своему. Да, здесь можем мы сказать, что Вот такой как и земли Узбекистана, как этот Ахумабаев, который я всегда вам говорю, отдал Ош Кыргызстану. Тоже не могу понять в этот момент.
Так. Для начала нужно объединиться. Зулху, если Каракалпакстан отделяется, Казахстан поставит плечо, ведь Каракалпаки самый близкий народ к казахам. Насчет этого, насчет отделения и так далее. Я всегда говорю вам, я всегда же за отделение, да ведь? Отделиться, пусть каждый у себя хозяйничает, но не создается диктатура. Вот при Каримове диктатура была, вот этого не должно быть. Мы же против этого. Вот я лично против этого топлю, да ведь? Чтобы у нас не было диктатуры. Мы уже устали от этих диктаторов, блин. То там, блин. Везде эти придурки засядут за трон этот и сидят годами. Зачем это нам нужно? Поэтому нам отделение должно доказываться таким образом, что там будет человеческий образ жизни у каждого. Не как вот даже вот сосед у меня с Туркменистана. Он говорит, да, у меня все нормально. Но мы-то знаем, у них ничего не нормально. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. У них ненормально. Тоже придурочная страна, по сути. Но они не могут понять этого. Почему? Потому что людям нужны деньги. Люди помешаны на деньгах. Они хотят просто заработать и жить спокойно. А государство им не интересно. Люди же такие вот. Ты хоть кому что-то говорить, ты скажешь, ты дурак. Мне же сколько людей говорят, что я дурак. Зачем ты это копаешь и так далее. Меня пытаются отговорить и так далее. Я не отговорюсь. Мне это отговариваться неинтересно. Потому что поставлена цель. На кону стоит народ или исчезновение народа, или исчезновение государства полностью. И тут, получается, от одного меня там не убудет, не прибавится, так сказать, да ведь? Поэтому лучше уж стоять на своей цели, я так думаю. Потому что от этого, ну, как это, безде была айталар в нашем народе, убит опять сурамы, или как там, ошарга сурамы, ну, имеется в виду, еду же не просят. Еду же это, вот это, цель же, она же еду не просит. Ну, имеется в виду, да, вот как бы, она же тебя не расходует тебя в чем-то, где-то. Если так сравнивать, да, вот примерно вот такую я вам пытаюсь сказать. То, сейчас дочитаем. Я сам не знаю, надо у самих Каракалпаков спрашивать. Так, окей. Скорее Узбекистан не выживет без его газа. Так, окей. Так. О чем там говорят ребята, тоже интересную тему вроде поднимают. Ну, ребята разные темы говорили. Ну и там непонятно. У меня уже заклинило в этот момент. Так. Каракалпаки хотят отделяться. Ну, насчет этого мы же в прошлом году Каракалпакстан говорили. Каракалпакский, который активист, который война и мир там было же, там же поубивали людей. Там же как система каримовская зашла же туда. Мирзияев же отправил туда военных. И в этот момент какой-то там из них бежал же в Казахстан. Потом Казахстан хотел выдать его обратно. Что там произошло, я не помню сейчас. Была же эта тема. В прошлом году я озвучивал об этом. Ну, вот так вот. Вы думаете, почему я здесь? Почему? Я также мог бы в Казахстане остаться, в Узбекистане остаться. Да? И если я там остался бы, этого эфира не было бы вообще. Потому что меня бы там давно уже грохнули бы. Понимаете? Вот в чем прикол. То же самое. Этот Каракалпак бежал в Казахстан, а его хотели предать. Потом дальше что произошло, я не знаю. Сидел он где-то там в тюрьме. Потом его хотели вышвырнуть в Узбекистан. Узбекистан просил его. Потом вроде казахи вроде оставили его. Понимаете, вот в чем прикол. Поэтому-то вопросы поднимаются, чтобы
с Тукайки начиная, заканчивая до Афганистана, менять правительство не только у нас. Нужно менять всем нам. Всем нам надо менять эту всю шваль эту, блин, коррупционную. Вот когда мы их поменяем, тогда только мы сможем понять, зачем мы вообще живем. Зачем мы вообще живем. И топ-2 по площади среди мусульманских стран после Казахстана. Ну да. Интересно вот просто задать на GPT-чат, GPT вопрос, с какой масштаб вот этого Уйгуристана, какой масштаб? Вот это интересно. Момент. Ну, можно будет задать, можно задать, потом подумаем. И то, и два по площади. Так, это они себя называют татарами. Нацию монгол создал Чингисхан. Ну да, мы же говорим монгол, да ведь? Могол. Они же были не монголы. Это по-русски монгол звучит. Могол. Моголстан же это был. Моголстан. Без буквы Н. Это на русском Н добавили туда еще, добавил. Моголстан. И тут... Ты мне еще в Тираполе показывал. Это самое, когда мы сидели. Вот. Так, тут я читал. Да ну нахуй, блядь. Еще музыка, как будто звери, да? Читал сокровенное сказание монголов. Там сказано, что во времена Чингисхана всех жителей степи называли татарами. И даже монголы, потом назвавшие себя так, назвали себя татарами. Но если татарами, только не татарами называли, а тартарами. Потому что им европейцы дали тартары название. Мы же про каких-то эфирах, я даже карту ставил, откуда мы карту откопытили. В Италии где-то в музее, где-то стоит карта древняя, тысячи каких-то годов. И там же написано прям Тартария, вся вот эта хрень, вот эта огромная, все там, это Тартария. Уму непостижимо, да, это Тартария. И получается, татары без буквы Р. Вот это интересно, как она образовалась. Тартары, это получается, европейцы назвали нас тартарами. Хрен знает почему так. Это надо почитать тоже. Но суть в том, что история была. Смотри, плюет. Он дурной, да, видно? Это он типа популярный. Я читал, что мама Чингисхана с подножия Шиханов родом. Ну, если помните, один фильм поставили, то ли вроде бы казахский фильм был про Чингисхана. Там же почему-то в фильме мать Чингисхана татарка. Вот это я не могу понять. Почему оно так ставится? Фильм еще, там еще как раз таки женщина играет, на самом деле. Женщина тоже играет в этом фильме, татарка играет. Взрослая женщина какая-то, не помню, как ее зовут. Вот, примерно так. Поэтому я не могу сказать. Потому что в те времена кто кого своровал, откуда кто родился, хз, короче, понимаете? Если мы сейчас даже не можем понять, кто от кого рождается. Даже вот, если уж меня брать, смель бульдога с носорогом. А таких у нас много. Кашкар. Да, Кашкар, наверное. Так, в Алматы много уйгуров. В своей поселке есть. Когда был Масимов премьером Казахстана, он хотел в Казахстане автономию создать, но казахи были против этого. Но этого я ничего не могу сказать. Но я вам одну вещь скажу. В этом роде на чужой земле
на чужой земле, я считаю, в данный момент, пока так отвечу, нет смысла делать. Почему? Потому что надо свою забрать. Зачем автономию делать, я не могу понять вот этого. Кстати, этот разговор был на днях у Айсена задан. Точнее, Айсена я чуть-чуть начал слушать, не дослушал, надо послушать. Айсен сказал, что у татар очень много, точнее, татары везде мишары. Ну, сегодня как раз слышал, вроде бы я его. Татары-мишары везде, их много. Как Айсен утверждает, что он тоже мишар. И он говорит, что татарские земли нужно будет как-то порешать по странам, порешать по странам. И в этих по странам, сказал, по регионам нашим сказать, что типа, чтобы им для них выделили отдельный какой-то, ну, возможность, чтобы они сами по себе, эти сами по себе, вот какой-то он такую дичь нес. Но я хочу сказать так, я уже когда-то про Башкортостан вам говорил, что если где-то есть наши, нижегородские, как раз он сказал, касымовские татары, нижегородские татары, ну, если они там прям в одном месте закучкованные, да, ведь закучкованные, ну, пусть они там же, так называемой, в общей земле Эрзя-Мокши, общей земле Эрзя-Мокши, пусть там и живут они, но не нужно, отделять их и создавать какое-то государство. Я так считаю, потому что у нас есть свое. Как у евреев, мы должны сливаться в одно место. Не надо, там на чужой земле создавать какие-то действия. Вот в Турции создали, и что? В Конии я слышал, в 2017 годах из Конии был чувак один, мозгач, в Германии живет. В Конии он говорил, что аулы есть. Вот это аул татар, это аул Дагестан, там узбеков аул. Вот это он говорил. И чё? И чё? Страна Турция же. Страна Турция. Никакой толка нет от этого. Туганлар, вот я вот это вам хочу сказать. Нету от этого толка. Зачем портить себе и мозг, кровь портить, так грубо говоря, да? Нельзя так делать вообще. Нафиг это надо нам, Это то же самое, вот мы же сейчас об этом как раз таки и говорим. Если Каракалпакстан внутри Узбекистана, какого черта он там делает? И тут, понимаете ли, в Казахстане, я вам отвечаю на комментарий, да, примерно, в Казахстане будет автономия, ну, еврейская автономия есть там в России. Что она? Что там, евреев видели вообще? В еврейской автономии России вы видели евреев там? Я не видел. Что-то мне кажется, все евреи, они с Одессы не вылазили. И обратно туда прут, в Одессу, так сказать, вот эти с волосиками, все прут туда. Каждый день видим видосики, как они туда и прутся, в Украину. Поэтому я считаю, что Уйгурстан нужно забрать, иншаллах, забрать. И где хотят, пусть там и живут, но у каждого должно свое государство. Мы же не можем, допустим, в маленькую Чечню приехать, сказать, дайте нам автономию татарам в Чечне. Это же идиотизм будет. Это же идиотизм будет. Вот после этого и вот междуусобные войны выходят. Это идиотизм полный. А он берет, например, лапы, он может даже сломать, мне кажется. Если уж глубже копнуть, то я считаю, это не говорится о уличной как это драке, сказать, что там, да, это просто, даже юрты, которые мы жили в юртах, да, мы жили в юртах, даже юрты были отдельные. Если уж на это будем копать, да, это по истории. Юрты даже были отдельные. Почему? Там один удар, каждый удар может быть летать. Я бы, наверное, я даже не читал такую историю где-нибудь, что мы были вместе где-то рядом. Башкирты были в юртах, татары в своих Меня юртах, заинтересовала эта девушка, которая красиво другие себя национальности бегала. тоже в своих юртах. Казахстан тоже на своих юртах были. Казахстан же не мог, допустим, со своей юртой приехать куда-нибудь там на башкирскую землю и там жить. Потому что у него есть свой Казахстан, зачем ему это надо делать?
Раньше не было этого. Уходи. Это сейчас образовалось после коммунистического Спортом строя. можно заниматься, да? Разделяй и Пойдем? властвуй. Не, сами пойдем бегать. Я думаю, побежать в магазин. И поэтому у нас не складывается вся суть истории, и мы идем опять воевать друг с другом. Мы идем воевать друг с другом. Зачем? А потому что нас к этому подводит третья сторона. На одном дыхании. Как раз таки вот здесь вчера разговаривал с одной женщиной, или позавчера, украинка, взрослая женщина. Это тоже медитация где-то. Ну, я же не скажу, что я вас ненавижу. Понимаешь? А тут ты Женщина адекватная, нормальная. Мы с ней поговорили. Ты уже не тот человек, который один. Нормальная женщина, понимает, извинится, Ты можешь уже что-то понимает суть всего. Я ей сказал, я вот такой-то, такой-то. Давайте без наездов. Я такой сразу, да, уже на штыки беру людей. Я говорю, с вашими постоянно у нас получается ЧП. С украинцами. Постоянно. Я говорю, я уже устал от этого. И она услышала меня, поняла. Я говорю, я вот такой, такой-то. Я вообще не при делах. Я здесь при вас. Вот здесь. Поговорили где-то полчаса. Ну, она вытирает столы здесь у нас, там вот так, уборкой занимается. С клининговой компанией. Да. Он, короче, ликвидирует. Ну, она говорит, По-любому. вы все правильно говорите? Все мышцы болят. И как Вот, бы надо бегать, короче. так и конечно, держитесь, да, говорит. не там Я говорю, ну, нагрузка на спину всегда. я говорю, Каждый нас раз по-другому не прыгать воспитывали, я очень говорю. сильно. Надо, короче, держать. У нас нет той спину темы, ровно. чтобы Не то, что так идти с банально. мячом кому-то куда-то в гости. Надо вот так, короче. Если мы идем куда-то Вот так держать. в гости, мы идем со своим пловом, с лепешками, или там по-татарски, если идем, своим балишем идем. Вот примерно так мы. С мячом не идем мы никуда. Допустим, да, я утрирую сейчас этот разговор. Вкратце. Поэтому я считаю, что Я уже когда вот мне попадались какие-то неадекваты постоянно, должен был 4 километра. которые меня подводили к тому, что я их ненавидел Я уже не знал, куда. и так далее. Мне уже Ну, дичь непривычно какую-то было, несли потому что они. Я не пловец, не плавал, да, особо. И вдруг там надо было плавать. Вот так вот. И Давайте так, да, почитаем. Я думал, что я марафончик. Все боятся Китая, вот и не говорят про это. Но бег я могу, да, я же говорю, вот. Час, Ну, 10 насчет километров. Китая бояться, я скажу так. За час пробегал. Боятся эти манкурты, которые сейчас правят над нами. Да. В той же Азии, в том же Башкортостане, в Татарстане и так далее. Ну, конечно, они в лице русских, Ну, это еще так было, московских, за 6 они не боятся, минут. как большая Россия, Ну, как бы, Китая. 1 Они же километр друзья, 6 минут. невъебенные. Да. Да. Поэтому Как бы, они не не боятся очень такой хороший. друг друга, как будто бы. Но только обидно в другом. 4:30. Обидно, что Азия молчит. Азия, на какого х она молчит? Марафон они тоже будут спокойно. Кого она ждет? Труса Эрдогана? Да. Эрдоган не может разобраться рядом с стоящими государствами, не может ни туда, ни сюда порядок навести. Да, я готовился. Вот. Я же вам в тот раз в одну тему поднимал Там надо курдов. было Курдам дайте территорию, дайте курдам жить. Потом борешься, спаррингуешь. В этот зал. Пусть они Ты можешь выходить. другой Какая нации. нагрузка была, Ну, ты нахуя так делать? что после Я этого понимаю, тебя, я не знаю, типа, Поэтому Меняет, короче, тему каждый нагрузку раз. ты не давал, да, на свое тело? Не ты, братан, не ты. Он. Всем делал. меня смешат, извиняюсь. Свое тело дает. Люди тут смешные вещи говорят. Грузи тело. Когда нагрузку даешь Вот. на- Э, Очень сильно грузинский. на чем я остановился? Курды. Курдам тоже земля нужна. Я всегда, я вообще, наверное, я думаю такой, да, всем нужно поделить 7 земли. Но кто-то не хочет делиться этими землями, чтобы была постоянная война. Ну это дураку ясно. Никто не хочет делиться своей территорией, чтобы была война. Принципиальность такая. Поэтому я считаю, что и в Турции надо разобраться.
со своими землями, кому что. И в Сирии надо разобраться, кому что. И разогнать всех вот этих, которые, ну, против этого, да. И у нас то же самое. И у нас то же самое. Вернуть все свои земли, разделиться и спокойно жить. Вот примерно так. И страх насчет Китая, только в одном они боятся, я так думаю, в деньгах. Потому что вся Америка, начиная с любой вот этой одежки, одевается в Китае. И они думают, если эта зверь-машина остановится, они останутся голыми. Потому что у них мораль такова. Лишь бы природа не испортилась. Они долго хотят жить. И они не хотят здесь заводы ставить свои и так далее, и так далее. А если так подумать, я вот уже сколько проехал километров от Лиссабона до сюда, 2500 километров один я посмотрел, может даже около 3000 километров, я не знаю, но 2500, наверное, уж перегибать не будем. 2500 километров до сюда. Я понимаю, что на всей этой территории в Европе тоже стоят всякие хреновины. Что-то дымит там, что-то есть. И не нужно говорить, что у них ничего нету. Есть у них тоже что-то дымит в трубах. Зима, лето, разницы нету. Дымит что-то есть у них тоже. Вот эта загазованность, дымит что-то есть тут тоже. И вот мы понимаем, что от того, что Китай у них там огромная зверь-машина, она есть или нету, тут ничего не изменится. Особенно вот если рассматривать Нидерланды. В Нидерландах в свое время, оказывается, было голодомор какой-то один раз во время фашистской захватческой войны вот этой. После этого, как они попали в голодомор, они решили воссоздать это все, чтобы они никогда не голодали. И везде поля, 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 поля. Поля, хозяйство, вот это. И нормально. Тут им Китай не нужен. А одеться, я думаю, и как некоторые и в лаптях мы можем ходить, если уж на то пошло. И в лаптях мы можем выжить. Главное, жрать что-то было. И исходя от этого, Китай, если не послушается нас, тюрков, в дальнейшем, под названием все, кто восстанет против него за уйгуров, у них будет вопрос стоять, кому я продам свою вот эту драный тапочек резиновый, кому он продаст? Китай кому продаст? Если наш, грубо скажем, тюркский мир не будет покупать, рашки не будет, американцы и европейцы только, если мы с ними тоже вась-вась будем, кто у них будет покупать эту драную ихнюю одежду, вот эту синтетическую? Кто будет покупать? И сразу хлопнется вся система у них. И переоценивать, так сказать, Китай мы не имеем права. То, что нихуя не смешно. Переоценивать, не в том смысле переоценивать. Я тебя понял. Китай тупыми мы не можем считать. И Китай всю жизнь, вот по истории, да, ведь, когда у них война была? Никогда у них войны не было. Таких глобальных. Миллион лет назад, может, что-то было. Они не будут воевать. Если мы думаем на 50 лет, а Китай уже задумал на 500 лет уже, опередил нас. И он не будет против нас идти. Он лучше с нами будет дружить, чтобы в течение вот этих 50 лет, которые, точнее 50-500 лет, которые они надумали, мы 50, они 500, они скажут, нафиг надо с ними воевать, если я в течение этих 500 лет им буду продавать этот драный тапок. Вообще несуразную вещь, вообще, которые даже
Да мне вместе, так пофигу, несочетаемых. А ты, блядь, должен включить какую-то логику, блядь, и как-то это соединить и понять, Без что он логики. вообще хочет тебе сказать, блядь. Пусть кто-то сам найдет в этом логику, бля. В сказанном, мне интересно. В сказанном, мною. Все боятся Китая, вот Найдите и не логику. говорят про Это это. и есть головоломка. Так, идем дальше. Он не казах, как это я Головоломка, читал. бля, первого заряда, бля. Постоянно. Ох, бляха, что это за хуйня? Как ты не очкуй, все нормально. Хрен из два, бля. Я думал, Амир что Тимур это был родственником Чингисхана, не по отцовской линии. Кстати, не я понял, где-то не читал, боюсь, что он там не будет. любил Я его не узбеков. хочу Вот такая просто вот история. футболку, бля. Ну, не знаю, любил или нет, я не могу сказать про Шикарная Амир Тимура, конечно, любил он блядь. или нет, Ты но не представляешь, насколько острые ноги, блядь. у нас история гласит так, Вонзается в твое тело, что блядь, и тебе шикарно. Амир Тимур, вот За ним, для узбеков когда он это история. вертолет Все, его искал. вот примерно так. И когда он Любил искал, он или нет, такой но я зашел, уже такой, это не могу сказать. «Не, я не знаю, Надо почитать реально. вертолет». Почему он не любил, И он любил, вот так почему не любил. было, что и полиция А, в этот момент стучала. И в то же время, И он звонит если такой спокойно, такой. у него такая любовь, не любовь была бы, почему тогда, если бы он не любил бы узбеков, почему узбеки живы до сих пор? Тоже вопрос возникает, И он параллельный. 2 метра был. Он бы замочил бы их Я тебе нафиг, говорю. всех. И я так Ну, потом значит, полиция фишка не в ворвалась, этом была. повалила Значит, его. Он говорит, они меня тут валят, где-то говорит, что-то не так. четвером. А я говорю, вы можете же мне Башкирия, сказать, просто народ всегда офигеть, говорит. славились Ну да, своими там воинами, они уважение с говорят, что Казахстана. сядешь, Так это я просто, читал, да, Рахмат, монголы мы тебе просто не приняли ислам. наручники оденем. Он говорит, что да. Я Ну, говорю, они да, тянули, давайте вот потом давайте смотрят, интересный они момент. вот Да, так, монголы просто не приняли он ислам. огромный. Вот Они именно. говорят, ну ладно, ты А, как сядешь, добровольно. Ну, Я а чё это вы слышал говорите? еще в 2015 Я говорю, году. они на меня так смотрят, У нас говорят, такие, говорят, маленькие все. какой-то разговор был, я вам еще И когда-то рассказывал. В потом его 2015 повязали, году я и встретился полицейский там, с типа, бухарскими сначала- узбеками, туркменами. Сначала они были такие, Норвегии. да, злые, и потом И у них был один знакомый казах. вот его посадили, вот Ну, этого, как да, был. чеченца. У них был там тоже А. какой-то казах, И короче, он в там Норвегии. начал тюрьму вот эту контролировать, Он знал всю Байрон. историю, Байрон, ну, так сказать, правдивую, не то, что намучили. Байрон. И он рассказывал там, что Его туда отправили. и я как вам раз таки об этом позвонил, он говорил мне, Амин, тебе деньги что нужны? Он монголы, Мне монголы, говорит, тебе деньги нужны, я говорю, нет, брат, да. которые, И он мне раз 500 евро скинул. Говорит, ну, на вот, вход на вот деньги. эти, которые не в исламе, Понимаешь, они он убивали тюрьму мусульман, зарабатывал, а я на именно воле мусульман убивали. Сидел без денег, понимаешь, вот такой момент был, да. И После это этого даёт тебе задуматься, я думал, что, бля, как так? Тут монголы, человек даже в тюрьме татарская может ига, заработать. А ты, бля, на монголы, воле, татары, не можешь сидеть, ислам. бля, без движения. Вот это не важно, складывается всё. хрень это. Вот в тюрьме, если там... Поэтому, ну, это большая тема, мы Чего? очень много туда-сюда, у меня сегодня крыша едет вообще. Нравишь, не посчитал. Разные темы проговорил уже с вами я. Выходил 4600. Нету это, тутороксос темалар у меня, понимаете? Бессмысленные какие-то у меня идут темы, и тяжело, короче, сегодня у меня. Потом мы исправим этот момент, иншаллах. Так, у башкирта здесь род Мерке. Это монголы, которые присоединились когда-то к башкиртам. Очень серьезно. А там вообще реально... Тоже не могу сказать насчет этого. Если кто силен по истории, я, как говорится, рахмат сизге. доволен этим. Ну и нахуй аннулировали. Ну, так вот откуда? Турция, Италия? Немало стоило. Амир Ты Тимур можешь, выгнал получается, монголов. Если что будет, ты можешь погибнуть, да? Конечно. Так мы казахи смесь монголов и тюрков. Получается, ты берешь риск на себя и на этих людей. Как монголы же не тюркский Ну, народ. получается так. Если так Например, случится я война, могу то даже что просить точно Господа, проиграете. например, за других. Ну, Случится конечно, война, ты то не точно определяешь, проиграете. Это судьба. Это тоже предки казахов. А, да, Если да. так взять любой капитан, Вот, вот, брат, но на тот момент это была сильная армия монголов. Понимаешь, я почему говорю, вот эти, конечно, даже Титаник, да, вот. Просто сам с Узбекистана из-за этого у него спрос как со своих. Отнесись с пониманием, он хочет родину вернуть. Причем тут Узбекистан? А, вот это я не читал. Причем тут Узбекистан? Узбекистан, если у Узбекистана население больше, то что они должны идти в бой первыми, что ли?
Знаешь, почему он Башан, это самое? У меня лодка Мы же люди 18-метровая устаем, была. мы же Она люди у меня устаем, на болеем, волну а поднималась, робота как, нет. блядь, трактор, нахуй, потому что ей не хватало. блядь. И Никакая потом армия еще роботов, половину лодки роботов под воду не сравнится с когда я армией вниз Аллаха. спускался. Волны были. Если Я у Узбекистана братан, население я больше, вот то это что они всё должны всё идти в бой я первым, что ли? пережил. Вы У как, меня как совсем все по-другому мир поменялся. А, я Да. понял. Видите, мы отошли от этого, и видите, уже не могу вкурить комментарии прошлые. Да, кстати, да, я сам из Узбекистана же родом. Да, да не в этом дело даже, что они первые идти должны. Тут у нас расплывчатый вот это сегодня эфир идет вообще. Тайтями тутурухсо, блин. Ни туда, ни сюда сейчас сегодня все перемешалось. Насчет того, что нет, узбеки идут не в том смысле, я хотел сказать, если про Уйгурстан идти, а в том смысле, что мы близки, во-первых, к уйгурам, и близки по территории. Мы же границы, грубо говоря, граница у нас с ними. Там Кыргызстан только где-то там по пути запутался, если уж на то пошло. А если историю копать, то это Туркестан прошлый, да? Туркестан, если прошлый, там вообще не было границ у нас. Это огромная вот эта территория, все это было, все наше. И получается, вот это разделяй и властвуй, ленинская хрень это, еврейская, кстати, нас погубила. И поэтому мы сейчас не можем даже собрать нормальную историю, блин. Вот я бы был бы рад еще одной теме. Если бы кто-нибудь вот написал бы нормальную историю, собрал бы нормальную историю, правдивую историю, которая конкретная, и дал бы нам его прочесть. Но в таком понимании, что там будет общее все. Получается, там снизу с Афганистана начиная, заканчивая Кавказа. Они у тебя на корабле хотели пытались И что-то сказать. угол Саха-Якутия. Вот эта история нам нужна. Если мы эту историю пазл соберем, как вспомнил слова этого Руслана Айсена, пазл не собирается, но всегда в разговорах про пазл идет. Если мы этот пазл реально соберем, то у нас будет все тип-топ. Вот как это собрать, этот пазл, ну так сказать, по истории, правдивую, чтобы никто там не говорил, ой, нет, так не было, ой, так не было. Поэтому нам нужно определиться еще по истории, чтобы мы правильно написали историю, каждому не обделяя. А тут порой, и мне кажется, моментами, сейчас казахи обидятся на меня, порой Казахстан, мне это давно уже кажется, скажете, креститься надо, астафируллах. Ну, реально, что везде, оказывается, было все Казахстан. Вот этим моментом я не согласен. Вот этим моментом я не согласен. Почему? Потому что, когда этот разговор затевается в комментариях каких-то, там война идет. Узбеки наезжают на казахов, казахи успокаивают узбеков. Война идет там. Поэтому у меня тоже вопрос возникает такой, что куда ни сунься, Казахстан говорит, это все, это мы. И тут потом параллельный вопрос возникает. Если это вы, окей, я приму это в учет этого. Если это вы, то тогда, если все Казахстан, то почему в данный момент, я не говорю о том, что другие нации есть еще, какие-то другие национальности, почему тогда Казахстан не берет это все в учет и не поднимает этот вопрос полностью до конца и не собирает всех нас? Почему? Ой, бля. В 2022 году, когда я бежал от мобилизации, я попал именно вот в туркестанские земли. У нас взорвался мотор автобуса, я вам рассказывал, и я попал в Кызылорду. Ну, примерно на этой территории у нас бабахнуло, и мы остались в чульда, в пустыне. И тогда нас вез, альхамдулилля, мусульманин-казах. Это редкость. Редкость. Я вам заметьте.
Мусульманин, казах нас вез до, как раз он ехал, ну так попался нам, ехал до Шымкента. И получается, вот он рассказал, что будет у нас Туркестан, в Туркестанской области. Я тогда услышал это. Теперь я собираю пазлы и понимаю, я вам когда-то это уже рассказывал, просто я вспомнил, что Туркестан, центр Туркестана был в Туркестане. Ну, имеется в виду Туркестанская область, Казаларда или Туркестан, город сам входит в эту тему. И там, короче, мы, типа, он сказал, будет Туран. Будет Туран, тырым-пырым, короче, трали-вали. Но что-то я не вижу этого. Почему-то все упор делается к этому Эрдогану долбанному. Почему в Туркестане не делается Туркестан? Если уж на то пошло. Поэтому я и вопросом задаюсь, почему везде, куда ни сунься, везде Казахстан, а итога нету. Итог нету. Это я без обид, чтобы вы не обижались, там, да, не огорчались. Я вам прямолинейные моменты задаю. В Италии есть и Балтия. Но Это там, из той категории как раз-таки. они нам Сказал, документы все забрали. докажи, сделай. Документы нам. Вот из той категории. Они могут тебе Поэтому предъявить я считаю, вопрос, что почему, что если ты с другой каждая стороны, нация почему должна Европейский внести Союз свою не лепту по подал истории. заявление на убежище? Не правдоподобную, а правду. Чтобы, как я вот так потом, как долбоеб не сидел, не думал о том, что где так было, потом мне не говорили, что ты тупой и так далее. Нет, после меня, если я сдохну, после меня останутся люди, которые тоже задаваться будут вообще еще дурацкими вопросами. Они могут задать, блин, кто такие башкиры? Они могут задать вопрос, кто такие были русские, кто-то были татары, казахи, чеченцы, кто они были? Вопрос будет вот такой задаваться. После этого им-то что, кто будет отвечать? Все в шоке были, да. Вот поэтому я считаю, что сейчас нам нужно понять, кто как было. И мне самому это интересно. Если мы это сейчас узнаем и поймем правду окончательную, то мы будем эфиры вести уже конкретно в правильном русле. Мы же вот узнаем от комментариев, вот это так было. Мы как бы пытаемся верить этому. Но его нужно написать на бумаге, чтобы было какое-то издание конкретное, что вот это хак. Хак. Как в хадисах. Хадисы хак. И где-то мы знаем, что примерно хак. Но не хак. Примерные. Ну, достоверные и недостоверные. Примерные. Поэтому нам нужна достоверная история, где именно говорится, что там, допустим, узбеки так были, казахи так были, башкиры, татары, дагестан, чеченцы так были, все так были, и мы в итоге кем были? Вот этот нам нужен ответ. Потому что вот так со стороны сейчас мой эфир кто-нибудь посмотрит, скажет, ты долбоеб какой-то, блин. О чем он говорит? Он не вкурит, не поймет тему. Потому что он изначально не слышал, не видел, он посреди врезался в этот эфир, и он не поймет. Потому что мы не можем понять сами, где, что мы вообще хотим донести людям. Донести людям нам нужно конкретно правдивую историю, которая конкретно дается нам не из тех книжек, которые уже накатали кто-то, накатали нам подобие Библии, да? Лживую Библию. И не надо нам, это прогонять. Нам прогнали же, за 40 лет прогнали эту живую историю коммунизма. И мы должны уже от этого отойти. А как отойти от этого, если мы не знаем
когда меня увидел, Прикол он же есть. посмотрит. А как это отойти, если мы это не знаем как? Ну вот типа того. Я Как думал, это? уже, я смотрю, что-то Примерно другой так. ничего не говорит, а это уже Поэтому настроивается. насчет Узбекистана Хотя я ничего не сделал. А я в дороге ему То же говорю, я самое. говорю, что я, кого-то какой-то преступник, я говорю. мы же Я люди пошел в устаем, туалет, болеем, да, я так говорю, работа нет, так окей. Кто вы вообще, я говорю, да вы люди А, или да. кто вы? Я говорю, это же я же Китаем всё всю равно дорогу квартиру турки сниму. провели. Если Так. так логически посмотреть. Он говорит, да. Да, нам Я земля говорю, не тогда нужна, что, нужно в просто туалет выйти нельзя на было границу с ходить, Башкортостаном. да, нормально. А он за мной идет. Ну, я насчет этого я вам в ответил. целях Так, безопасности. Я говорю, нахуй ты китайцев стоишь, миллиард, нахуй? еще миллион Я же не роботов, могу которые так, пойдут в армию, как как так, думаешь, да? против такой сил, кто Он еще будет что, мерит смотреть, что ли? поставить Я пары там- противовес? Он говорит, ну, я не смотрю, но я должен смотреть. Бля, как так? Ты не смотришь, но ты должен... Я должен присутствовать, я вот так буду голову делать. Я говорю, понятно, но я говорю, ты стоишь, бля, мне неудобно ссать. Почему тюркский мир на уровне правительства не помогает Ты можешь, я уйгурам? говорю, чуть отойти. Они рядом стоят. Он, бля, рядом стоит, бля. Я Это говорю, же невозможно пиздец, когда ты рядом. Ну да, Канада. Вот, я Почему ему не говорю. помогает? Ну вот, «Подожди, примерно я- разными я моментами я вам говорю, примерно отметил, ты мне говоришь, ответил, так говоришь, что почему не мы помогает. говорим, Это потому что а он же не может одни мне манкурты заявление там. написать. Почему? Одни Потому что я манкурты у нас уезжаю. в правительстве Кого? везде, Я и поэтому потеряюсь, никто ничего не за одно помогает. заявление, Да если такие примерно же так. никуда не будет. конечно. И он там... Японцы Китай не любят, и, кстати, они всю неделю эту ссорились в интернете. А, японцы с Китаем? Мучили, бля. Ну, если что, в Телеграм закинете там. Да я говорю, бля, нормально, если я... В Телеграм мне закиньте, пожалуйста, эти ссоры. Мы тоже посмотрим. Так, Казахстан граничил когда-то с уйгурами, пока СССР решил не отделить землю Китая. Не отдать землю Китаю. Сказали, Ну, я так и увидел. Я так и увидел, что Казахстан это рядом Уйгурстан, потом ниже что идет у нас Кыргызстан почему-то там где-то там родился, так сказать. Вообще-то она прямая дорога в Узбекистан. Ну, Кыргызстан нам не помеха вообще, по сути. Там проходим туда-сюда, гуляем. Не в этом дело. И самое интересное, внизу Таджикистан тоже граничит с Тяньшанем и так далее. Памирские, Тяньшанские горы. И Китай. Ну, как не Китай, Уйгурстан это. И вот это все. Я просто в шоке был. Какого черта мусульманская страна находится в Китае? Я такой смотрю, я такой, ничего не отвечаю, а он такой говорит, да, тогда... Это еще та еще сторона, если помните, внутренняя Монголия. Об этом тоже мы говорили. Внутренняя Монголия. Тон не понравился, да? Как ты обращаешься? Я не собираюсь вам подчиняться. Понимаешь, вот она... О, ты там извини, там... Так, это можно как-то так, супер. Так, такие, то, что у нас работа совки такая. тоже много было. Пошли вы нахуй. Ой, бля. У Китая население 1 Чё-то я миллиард. вырубился потом. да. Разницы нет. Что-то было. Я имею в виду, что Башкортану и другим Ладно, республикам чё легче мы, выйти блядь, из Рашки, пойдём, чем да? уйгурам от Китая. По домам. Ну да, может. Японцы могут поддержать, а не казаться Саха поддерживать за независимость. Ни хрена не по-немецки. Тибет не китайский, Восточный Туркестан не китайский. Чай. Надо будет Все, что они показывают, это Ой, ширма. извиняюсь, бля. У Китай тебя мощная страна и с мозг мощным очень длинный, госструктуром, в короче, отличие от да, Рашки. да, короче, До бля. хрена я вообще не знаю, мне не лезет. Не лезет? Я Чё не знаю, лезет? может быть после завтрака, мы сегодня не завтракали, поэтому надо. Уран будет трудно с Китаем. Я извините. яблочко стал. Я яблочко Да, стал. думаю, ничего трудного яблочко нету. стал, Брат, мы с утром Казахстаном ждем, когда вы обязательно будете надо независимы. что-то Да, Рахмат, в какой стране? Огурец. Про уйгуров говорил, Сладкое, брат. да? Вы где Сладкое. вообще? Сейчас Чё бы можно? съел Они вот играют. тот Наполеон. В Не этом надо назывался долго. стиль, поднимать бутылку, по-братски. как-то так. Да, я Да. прикалываюсь. Знаешь, что я в последнее время От- вот это нам. кушаю, вот это кушаю, брауни, знаешь, что это? Брауни. Да. Буэна. Они за Украину воюют Брауни, несколько Буэна. да, батальонов. если еще со сливками. И башкирты с Кипаса. татарами за Украину воюют несколько Еще батальонов. рядом нормально. Да, Вот я чё, вот только это- очень мало. вот это да. Блин, так и в Сирии Я воевали забыл, тысячи что чеченцев. Да, вот Охренеть. Италия. Там из-за Украины воюют чеченцы. Amigo на итальянском. Потому что они не чеченцы, а кадыровцы. Не на Ну, там, испанском? ну там было с этой машины. Испанском учать. С
Все ты машины делали? И там вот эти вот итальянские. Не, ну Кадыров со стороны России. Давайте, короче, я по домам, короче, а то, блядь, что-то я разошелся. И уже 6 батальонов. Давай выйдем, прогуляем. Почему Армения? Так, Вот так, если я тебя перебил, или знаешь? Да не, нормально. так, окей. Куда едем? Ты чё? Описывался? Обзор от Да ну ИИ да. плюс 1 площадь территории Восточный Это еще Туркестан не составляет Может, я 1,6. что-то, блядь, Эта территория в настоящее время является Синьцзянь уйгурским автономным Давай районом ты Китайской брат, Народной ты Республики. что, Вот, они Синьцзянем его назвали. Синьцзянь, уйгурская автономная, вот Синьцзянь. Я не А он знаю, был что ты, Что он сказал? Не помнишь? Восточным Видишь, Туркестаном, не его слушай. они Прикинь, Синьцзянем такой, назвали. блядь, Ну как его? блядь, Отмазался, короче. Имя по-китайски сказали. накуренный, я, честно говоря, это. Нет, ты рассказывал так. про это, как его. Рахмат, Мы братан, говорили про за информацию. питание, вот. Про питание говорили. Капитане. Но мы все Да. дагестанцы по внешности Русские. друг друга не отличаемся. Менталитет, культура, религия, традиции одни, поэтому мы даже по национальностям не делимся и называем себя как дагестанцы. Вот я и говорю, И у нас, Да, 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 да. может, есть какие-то отличия, но у нас вот этого тоже, как бы, да, ведь, ну, не знаю, вот именно в Узбекистане у нас не было этого. А вот в Башкортостане, в Татарстане у нас было. Ну, это точно я могу сказать. Разделяя и властвуя. Эта тема есть. Люлю, короче, люля, блядь. Люля хочу. А, я вот шатал просто манты вот эти, О, шашлыка. братан. Есть диалекты их около 100 с чем. Есть диалекты их около 100 с чем-то, а именно народу около 36. Может быть, машаллах, а? Жидкая еда еще. И они стали переезжать в Туркестан. А я съел бы, знаешь, винегрет, блядь, съел. Блядь, тут такого нету, к сожалению. блядь. Да. После вообще, да. Я любил вот это, да. Я не знаю, здесь- Короче, братаны, я, наверное, буду заканчивать на сегодня. Потом я отдельно, иншаллах, выйду. Этот, еще раз. Ну, как еще раз, как обычно Да, будем просто мне выходить. не хватает, я не знаю почему. Я... Мы обсудим с этим братан. Где этот братан уйгур? Ушел Какой? спать? Я Да, всегда нет, второй он год сидит. делаю, А он что-то А, мы говорю, потом- наедаешься, я не знаю. Потом еще сделаем тему. И мало кто Потому что этот сегодня разобщенно получилось так. Масштабный эфир. Возьмем чай, а? Вот так. Я уже стакан оставил. Тогда давайте спокойной ночи всем. Благодарю всех за участие, за комментарии. Рахмат. Жаль, что эти комментарии не остаются на эфире. Вот почему они удаляются? Вот это плохо. Они бы остались бы еще на сохраненном вот этом эфире, было бы идеально. Вот так вот. Ну, будем на связи, иншаллах. Хорошо здесь вот интернет тянет, да ведь? Хоть плохо, но тянет. А можно же В этом вот лагере. если ты находишься вот здесь пешком, 3 человека, благодарю всех, ты идешь пешком, кто не спит. без автобуса. 4,5. Ташаккюрляр, как Идем? турки говорят, ташаккюрляр. Вот. Ну, этот интересный, конечно, эфир сегодня получился. Кино, короче. Я вам потом расскажу все. В отдельном эфире. Вот так вот. Тогда будем закрывать. Танышоко, 2,5 часа вроде бы я с вами был. 4 обратно. Время 10 было. А, в 9:30 я начинал. Ну да, сейчас 10, 12:10 сейчас время. Ну, завяжем тогда. Сказали, когда здесь, Закроем. я не знаю, они, Всем может, рахмат. мало, вот здесь Олга всем. приезжала, они говорили, что ты до Всем дороги, этот, здесь то, что автобан, ты не Большая можешь благодарность выйти, за и участие. Рахмат, тебя будем остановит закрывать. полиция, и Спокойной привезет ночи. обратно. Сау бол, Исан сау. Рахмат. Ты типа или должен идти на